Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать участников и гостей Всероссийской научно-практической конференции «Славяно-тюркский мир. История и современность». Многонациональный народ России – хранитель многовековой истории, которая является неотъемлемой частью летописи Евразии. Славяне и тюрки испокон веков чтили традиции предков, налаживали взаимоуважительные связи друг с другом и представителями различных цивилизаций, культур и вероисповеданий. В этом отношении по-своему уникальна Чувашская республика, край 100 тысяч песен, 100 тысяч слов, 100 тысяч вышивок. На сцену приглашаются артисты фольклорно-эстрадного ансамбля «Севал» и танцевальной компании «Нота Джи» Чувашской государственной филармонии. Şöldürsün süne şişildi beri, şivizim vaskaşı daşta. Хумезим параща должинче, кимезим чернаще вара. Аразим сиге шиширан херне, эшкербе уха шишиле. Пигизим пахащи сартарыне, чинзине толадителек. Юманцем шавлаще, шиле сарчинче, патезим чернаще, шак шерчинче. Эмек не кураше, варван варниче, шершу не тупаще, эверемере. Тарана, тарана, амалхитымар, икселемища городовар. Иракамал, ирекличунвар, кувала бириня шубашкар. Шубашкар, ама шубашкар, шубашкар, ама шубашкар, шубашкар, ама шубашкар, шубашкар, ама шубашкар. Эзе юнам раз, амана шубашкар. Эзе чунам раз, амана шубашкар. Эзе чичапли, амана шубашкар. Эзе чихикри, амана шубашкар.
чебелдетсе, кашкырзе мула шешере. Ачисем чубаще кежелдетсе, шаплала бурна шеперле. Тебе явнади курахала, айлам рашава ешелень. Шиндерит тебе чунрихава, шингула изери гулень. Юансем шавлаще, шулесер шинче, пактасем чарнаще, шапшер шинче. Телене топаще, адыл херринче, курдышне туптаще, меремерне. Тарана, фитылар, исселени шагаратавар, иракамал ирпечунвар, губала пирене шубашкар. Шубашкар, ама шубашкар, шубашкар, ама шубашкар, шубашкар, ама шубашкар, шубашкар, ама шубашкар. Эзе юнама расавана шубашкар. Эзе чунама расавана шубашкар. Эзе чичапалы савана шубашкар. Эзе чихитри савана шубашкар. Hey! 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 Эзе юнама расавана шубашкар. Эзе чунама расавана шубашкар. Эзе чичапалы савана шубашкар. Эзе чихитри савана шубашкар. Давана рана, давана кула, еспирене савана шубашкар. Или родили деда, Мария спирене шура шубашкар. Ой, пиреня сла шубашкар. Хая, чиле бале шубашкар. Савана шубашкарам, Шубашкар. асла шубашкар. Савана шубашкарам, асла шубашкар. Шубашкарам, шура шубашкар. Шубашкарам, савана шубашкар. Дорогие друзья, на сегодняшнее мероприятие приглашены представители органов власти, общественных и религиозных организаций, образовательных и научных учреждений, работники культуры. У нас в гостях более 130 ученых из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также 25 регионов Российской Федерации. Мы искренне рады приветствовать вас на гостеприимной Чувашской земле, в столице Чувашской Республики, городе Чебоксары. Для торжественного открытия Всероссийской научно-практической конференции на сцену приглашается глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев.
Бірігін бұлдар, хақыранды хақлы ендешсем, палах пилімбатне кезежетне ханазем, пурнеде ирыгун, хабылду за кцелепер, пирень чуваш чережинже. Дорогие друзья, конечно же, земляки, которые здесь собрались, но прежде всего обращаюсь к гостям, которые прибыли на это очень знаменательное, очень важное мероприятие, научно-практическую конференцию, которая посвящена отношениям народов через взгляд славяно-тюркский мир. И то, что это происходит на территории Чувашской республики, на гостеприимной Чувашской земле, для нас, конечно же, и почетно, и ответственно, ну и наполняет где-то, может быть, и радостью. Вообще, эта дискуссия, которая сегодня организована, имеет очень важное значение, мне кажется, даже, или даже прежде всего, исходя из тех событий, которые происходят в мире на сегодняшний день. А мы с вами видим, что тот мир, который был сформирован и функционировал много десятилетий, так или иначе терпит крах. Ну и, соответственно, вместо него, прежде всего по инициативе нашего президента Владимира Владимировича Путина, при поддержке многих стран, прежде всего азиатских стран, приходит другой, многополярный мир, основанный на взаимоуважении, на возможности развиваться в соответствии со своими целями, задачами, желаниями и чаяниями тех людей, народов, которые традиционно жили на той или иной территории, которые, естественно, сформировались в виде государств. Вот мы, Российская Федерация, это много народов, которые говорят на более чем 270 языков, и это же когда-то формировалось и как вот такое образование через очень сложные процессы, которые происходили во много этапов и претерпевали очень серьезные испытания. И я, конечно же, не смею погружаться в детали этих всех процессов, потому что здесь уже, как было сказано в выступлении, приехали очень именитые ученые, которые детально разбираются в этих процессах, но, на мой взгляд, на мой личный взгляд, вот этот вот этапы развития, процессы, которые происходили, позволяли прежде всего поэтапно, через тернии формироваться в целом государственности. Нынешней Российской Федерации, которая, мы с вами знаем, была по-разному, вернее, именовалась по-разному себя позиционировала, но было незыблемо одно. Люди, которые живут на этой территории, всегда могли говорить на своем родном языке, петь песни на своем языке, писать на своем языке, чтить традиции своих предков. Ну и, конечно же, на основе этого взаимодействовать друг с другом и решать любые простые, сложные задачи, как связанные с развитием отраслей экономики, так и вопросы защиты своего Отечества. Мы с вами знаем, в истории много было моментов, сюжетов, когда народы, которые живут на территории России, когда-то это было и СССР, вставали на защиту Отечества, невзирая на национальности, а самое главное, этой грани-то не было и нет до сих пор. Ну вот, например, в Чувашской республике у нас проживает 128 народов и национальностей, которые исторически живут очень дружно и независимо, какой национальности человек, какого вероисповедания, он может претендовать на любую работу в любой структуре, будь то государственная служба, муниципальная служба, работа на предприятиях, в системе образования, здравоохранения. Важно быть человеком, добрым, человеком, настроенным на конструктивность, человеком, желающим творить, созидать, а самое главное, объединять усилия для решения любых задач. И вот эти составляющие, которые сформировывались, оттачивались за многие века и сегодня являются основой нашего согласия, основой нашей силы, ну и возможности противостоять
любому злу, в том числе сформированными, ну, скажем так, бывшими уже, я бы так сказал, гегемонами. И в этой связи вот, мы в Чувашской республике, чувствуя вот эту возможность, монолитность общества, даже за последние годы, на мой взгляд, реализовали очень много интересных проектов, основанных, с одной стороны, казалось бы, на нашей традиции, на традиции чувашского народа, ну, допустим, вышитая карта России, ну и прикладное искусство всех народов, проживающих на каждой территории Российской Федерации. И сама вышитая карта России стала не просто произведением искусства, которое было создано мастерами народных художественных промыслов Чувашской Республики при участии, как уже сказал, 263 мастеров Российской Федерации и всех регионов, но еще и стала основой проведения очень масштабных, серьезных мероприятий, в частности, выставки достижений на ВДНХ, который буквально в ближайшее время завершит работу. Но самое главное в другом. Такого мероприятия, такой выставки еще не было в мире, чтобы в течение 8 месяцев страна могла демонстрировать свои достижения. И самое главное, это делать очень интересно, креативно, на основе современнейших технологий, ну и, конечно же, вовлекать людей все больше и больше в этот процесс. Ну, а нас радует, что основным или главным образом этой выставки явилась именно вышитая карта России, как в цифровом формате, так и в оригинале. Он там находится в соответствии с нашими договоренностями. И самое главное, этот проект сам продолжает дальше жить. Я привел только маленький пример современности, который настолько, может быть, да, там, гармонично, ненавязчиво, но при этом очень так вот грамотно и масштабно объединяет людей разных национальностей, живущих на разных территориях, и позволяет дальше, самое главное, двигаться в этом направлении. И сегодняшнее обсуждение, я уверен, позволит нам нащупать еще много интересных направлений взаимодействия, реализации интересных проектов. Ну и завершая свои выступления, конечно же, я радуюсь за коллег из Чувашской республики, которые смогли сформировать идею проведения вот такой конференции. Но еще больше благодарю всех гостей, которые к нам приехали, потому что именно благодаря вашему участию, вашей отзывчивости принять активное, такое содержательное участие в этой дискуссии, смогла состояться эта конференция. И мы очень с трепетом ожидаем их результатов для того, чтобы продолжить дальнейшую работу. Успешной работы, дорогие друзья, и нас ждут большие дела. Большое спасибо, Олег Алексеевич. В адрес организаторов и участников Всероссийской научно-практической конференции «Славяно-тюркский мир. История и современность» поступило приветствие помощника президента Российской Федерации, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Ростиславовича Мединского. Дорогие друзья, от всей души приветствую организаторов и участников научно-практической конференции «Славяно-тюркский мир. История и современность». Конференция представляет не только научное, но и большое практическое значение. На протяжении тысячелетий славянские и тюркские народы совместно осваивали гигантские пространства Евразии. Современная Россия многонациональна, многоконфессиональна, и цивилизация во многом складывалась именно в процессе их мирного взаимодействия и взаимопроникновения. Сохранение и приумножение этих традиций – залог нашего дальнейшего успешного развития, залог того, что народы Российской Федерации будут творчески изучать и приумножать этот огромный опыт государственного строительства. Желаю вам плодотворной работы, новых творческих проектов, успехов, здоровья, бодрости и всего самого лучшего. Владимир Мединский. Сегодняшний форум – это уникальная научная образовательная площадка, на которой будут обсуждаться актуальные вопросы прошлого и настоящего. В конференции принимают участие известные историки, лингвисты, социологи, этнологи, литературоведы, фольклористы и другие ученые-гуманитарии.
Ваши исследования как никогда востребованы в современном обществе и являются прочным фундаментом для духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. На сцену приглашается министр образования Чувашской Республики Дмитрий Анатольевич Захаров. Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые гости, уважаемые участники конференции. Во-первых, хочу поблагодарить главу Чувашской Республики Олега Алексеевича Николаева за поддержку в проведении научно-практической конференции, за те вопросы, которые были решены для того, чтобы сегодняшнее мероприятие оно состоялось. Безусловно, Чувашская Республика – это не случайное место для проведения подобного рода конференции, и поддержка со стороны администрации президента Российской Федерации, со стороны органов власти Российской Федерации и Чувашской Республики, они, безусловно, привели к тому, что мы сегодня с вами здесь собрались. На секционных мероприятиях наверняка прозвучат труды выдающегося историка, этнографа Льва Николаевича Гумилева, который в своих произведениях рассказывал о логической научной концепции евразийства. О евразийстве как раз и принято говорить, когда мы рассматриваем про славяно-тюркский мир во взаимодействии тысячи лет. Совершенно верно будет утверждение о том, что это взаимодействие строилось на взаимообогащение, на этническом развитии двух народов, двух суперэтносов, если говорить словами великого ученого, которые позволяли выстроить сегодняшние традиции устойчивого российскому обществу. Это традиционная семья, это те ценности, связанные с почитанием старших, уважением женщины и многие-многие другие, которые являются стержнем для российского общества. Вообще славян проживает в мире свыше 350 миллионов. Из них только русских проживает в Российской Федерации более 105 миллионов человек. Это 81% населяющих Российскую Федерацию. Тюрки тоже многочисленная народность, которая живет на разных уголках нашего земного шара. Их насчитывается 11 миллионов только в Российской Федерации. И 1,5 миллиона – это чуваши по национальности. При этом компактность проживания чувашей – это не только Чувашская Республика, которая находится на Средней Волге, но и далеко за ее пределами. Это соседние регионы, это и территории Сибири, Урала и многие-многие другие регионы, в которых чуваши проживают. И несмотря на то, что на протяжении многих столетий чувашский народ был окружен разными народностями, это и славяне, это и финно-угры и многие другие, чувашский народ сохранил свою самобытность, свою культуру, свою традицию, свой чувашский язык, которым сегодня говорят наши дети. Безусловно, вот это традиционное взаимообогащение, которое происходило между различными народами, позволило создать многонациональную российскую государственность. И ее крепость как раз и заключается в той многогранности разных культур, языков, народов, верований, традиций, которыми богата и сильна наша Российская Федерация. Олег Алексеевич сегодня отметил о том, что наше государство проходило трудные эпохи, вехи, через которые многие народности, невзирая на разные языки, может быть, конфессии и другие традиции, обычаи, ощущали себя одной общностью, именно российским, русским народом, и с оружием в руках, например, в годы Великой Отечественной войны отстаивали свободу и независимость нашего государства. На сегодняшнем этапе развития Российской Федерации тот вызов, который был брошен извне, и на западных границах нашего государства образовалась явная угроза суверенитету Российской Федерации, государственности и возможности говорить на национальных языках Российской Федерации, этот вызов был адекватно, на него был сделан адекватная реакция, и таким образом мы видим, что российская государственность, она еще больше укрепляется за счет того многонационального народа. Сегодня в секционных мероприятиях прозвучат действительно очень интересные, уникальные выступления. Они посвящены как истории, так и настоящему. И тем, возможно,
направлением, которое вырабатывается в течение последних десятилетий, последних лет в рамках сотрудничества между тюрками, например, проживающими не только в составе Российской Федерации, но и за ее пределами. И славяно-тюркское взаимодействие, которое на протяжении многих столетий показывает именно уникальный симбиоз и этнокультурное взаимодействие, позволяет говорить о том, что далеко не всегда государственные границы могут нас отделить. К этому взаимодействию я призываю в рамках нашей научно-практической конференции и успехов, и хорошей работы. Спасибо. Большое спасибо, Дмитрий Анатольевич. Уважаемые коллеги, наше мероприятие проводится при поддержке ведущих вузов Чувашии и Российского общества знания. Предоставляем вашему вниманию видео приветствия заместителя генерального директора Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество знания» Георгия Вячеславовича Буднова. Дорогие друзья, от лица Российского общества знания я рад приветствовать всех участников Всероссийской научно-практической конференции «Славяно-тюркский мир. История и современность». Символично, что буквально вчера широко отмечался День Чувашской Республики. Региона, который уверенно и динамично развивается. Региона с богатой историей, самобытной культурой, крепкими национальными традициями. Пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех тех, кому дорог этот праздник. Именно благодаря вам мы сохраняем большое этническое разнообразие нашей страны. Но двумя крупнейшими общностями, игравшими в течение веков значимую роль, всегда были славяне и тюрки. Поэтому тема сегодняшней конференции крайне важна для дальнейшего развития и благополучия нашей страны, для укрепления добрососедских отношений между этносами. Как сказал советский и российский ученый Лев Николаевич Гумилев, когда встречаются славяне и тюрки, получается хорошо, звучит симфония. Это высказывание не должно потерять своей актуальности и сегодня. Поэтому здорово, что это мероприятие объединило общей целью специалистов ведущих учреждений науки, ведущих учреждений высшего и дополнительного профессионального образования, а также ученых из других государств. Совместными усилиями нам предстоит решать важные задачи по популяризации богатого историко-культурного наследия этносов, а также установлению контактов между научными школами и общественными организациями России и зарубежья. Отмечу, что Российское общество знания в своей деятельности уделяет большое внимание просвещению о России и ее народах, межнациональному согласию. В нашей библиотеке знаний можно найти материалы и документальные фильмы, рассказывающие о разных регионах нашей страны, их традициям, их культуре, их добром соседстве и дружбе. Все эти материалы находятся в свободном доступе, и их может использовать любой желающий. Я желаю плодотворной работы и уверен, ваш опыт и знания и разработанные в ходе конференции предложения послужат сохранению, а также укреплению славяно-тюркского мира. Спасибо большое. Удачи! Уважаемые участники конференции, переходим к пленарной части мероприятия. Слово передается модератору пленарного заседания, доктору филологических наук, профессору, декану факультета русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова Алене Михайловне Ивановой. Добрый день, уважаемые участники конференции. Значимость сегодняшнего мероприятия очень высокая. Это действительно масштабное мероприятие для нашего региона. В нынешних условиях
особенно важна консолидация усилий ученых в разных областях науки и образования, налаживание тесных контактов между научными школами и общественными организациями России и зарубежья. Сегодня нам выпала уникальная возможность соприкоснуться с историко-культурным наследием славян и тюрков. Славяне и тюрки – неотъемлемая составляющая многонационального, поликонфессионального ландшафта Евразии. Интерес к истории и культуре этих народов, к их этнокультурному взаимодействию, к общему историческому прошлому был всегда огромен и остается таковым на сегодняшний день. Сегодня мы заслушаем доклады ученых и специалистов более чем из 25 регионов Российской Федерации и зарубежных стран Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана. В повестку пленарного заседания включены 8 докладов. Уважаемые докладчики, просим вас соблюдать регламент выступления до 15 минут. Итак, начинаем работу пленарного заседания. Первый доклад у нас прозвучит в дистанционном формате. Вашему вниманию представляем видеовыступление Аликбера Калабековича Аликберова, директора Института востоковедения Российской академии наук, город Москва. Тема доклада о некоторых базовых принципах славяно-тюркского взаимодействия в Центральной Евразии. Пожалуйста, на экран. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники конференции «Славяно-тюркский мир. История и современность». Я буду говорить о базовых аспектах славяно-тюркского взаимодействия в Центральной Евразии. И, наверное, нет лучшего места в мире, чем Чебоксары, Чувашия, где действительно эти процессы взаимодействия имели особый характер, и древние сувары, сабиры, субары, они, с которыми связана история чувашского народа, они везде оставили свои следы. И в Западном Прикаспии был субар, и мы видим субар на территории современной Чувашии. И на самом деле сувары показывали пример славяно-тюркских взаимодействий в различных географических широтах. Я буду говорить о Центральной Евразии. Это территория, где находится не только Чувашия, это на самом деле сердцевина евразийского суперконтинента, которую Маккиндер называл Хартлендом и географической осью истории. Россия, будучи крупнейшей страной мира, занимает не только большую часть Северной Евразии, но также и некоторую часть, западную часть Центральной Евразии. И в этом смысле мы, россияне, не являемся для Центральной Евразии, которая включает в себя также и Центральную Азию, и Кавказ, и, конечно же, Урал и Поволжье, мы не являемся для этого региона чужими. Мы свои, мы являемся не внешними акторами, мы как раз местные, свои. И, безусловно, чем больше мы поворачиваемся на восток, тем больше начинаем осознавать себя евразийской, уникальной евразийской державой, а не просто страной европейской. На протяжении столетий, если не сказать тысячелетия, на этой территории, на стыке Европы и Азии взаимодействовали различные народы. Большинство их, подавляющее их большинство, это и индоевропейские, и алтайские народы. Из индоевропейских народов большую часть составляют, собственно, славянские народы, а из алтайских народов тюркские народы. Поэтому можно сказать, что историко-культурное взаимодействие славянских и тюркских основу жизни в этой ключевой части Евразии, ключевой прежде всего для судеб самих этих народов. Почему мы сегодня обратились к теме славяно-тюркского взаимодействия? Почему это очень сегодня актуально и важно? Потому что действительно в условиях
глобальной стратегической неопределенности, в условиях, когда мы оказались под давлением различных санкций, и действительно идет беспрецедентное со всех сторон давление самозваного глобального лидера, который все хочет перекроить на свой лад. И это война на отчуждение, на разделение наших народов российских и центральноазиатских, и вообще братских народов бывшего СССР никогда не прекращалась, и даже после развала СССР она продолжалась. И мы сегодня видим эти попытки, мы видим, как в Центральной Азии предпринимаются попытки под благовидным предлогом написания новой истории, как пытаются нам навязывать и какие-то мифы, вытаскиваются наиболее резонансные отдельные события, и на них пытаются строить какие-то политические новые конструкты, которые имеют абсолютно понятную антироссийскую направленность. И, конечно же, все это делается, по иронии судьбы, под лозунгами коннективности, взаимосвязанности народов и культур. Главная, основная цель, конечно, это усилить отчуждение, которое, в принципе, конечно, этот процесс ослабления хозяйственных связей, культурных связей славянских и тюркских народов после распада СССР, это объективный процесс. И, конечно, нам важно противостоять коллективно, вместе с учеными, исследователями, защитить наше культурное, единое культурное пространство, которым мы очень гордимся, которое является очень важной ценностью. И в связи с этим я хотел бы предложить на суд коллег ряд базовых аспектов славяно-тюркского взаимодействия в Центральной Евразии, которые могут и выступают в качестве тезисов, разрабатываемого сегодня в Институте востоковедения концепции славяно-тюркского единства. Это очень важная концепция. Она должна стать важной платформой идей и предложений для дальнейшего продвижения и продолжения и развития диалога народов, и прежде всего славянских, тюркских и других народов на этой территории. Поэтому я очень надеюсь и рассчитываю на то, что мы смогли бы собрать единомышленников вокруг выполнения этой важной миссии благородной и действительно создать очень достойный, важный для нас всех документ. Методологической основой нашего исследования является прежде всего многомерный подход, который исходит из того, что мы рассматриваем социальное целое как совокупность отдельных аспектов. И эти аспекты рассматриваются не только отдельно, но одновременно в связи друг с другом. И мы таким образом получаем общую картину сложных взаимодействий. И вторая концепция, которая тоже является методологической основой, это концепция государства и цивилизации, которая противопоставляется, во всяком случае, на Западе в том числе, западным концепциям национального государства. И здесь очень важно понимать, что в отличие от западных стран, на Востоке не было таких классических этнических государств, этнонаций, потому что на Востоке всегда люди жили вместе, в тесном взаимодействии, существовали не без оглядки на этническое происхождение отдельных людей. Например, славяне жили с тюрками, тюрки жили с иранцами, с ираноязычными народами, ну и так далее, с угрофинами. То есть мы никогда не делили людей по этническому признаку и даже по религиозному редко делили. Поэтому фактически мы говорим о том, что у нас, у народов, имеющих большие, глубокие цивилизации, у народов Центральной Евразии и Северной Евразии, у этих народов действительно схожие
черты общего цивилизационного пространства. У нас общий политический институт, у нас этническое, религиозное многообразие тоже даже по составу похожие, традиция культуры очень близкие. И, безусловно, часть нашей общей истории, которую я хотел бы сейчас предложить, как раз раскрывается в многомерной системе координат с выделением следующих основных аспектов их взаимодействия. Первый аспект – это общественный. В основе общественного аспекта взаимодействия славян и тюрков лежат отношения товарищества. И важно, что само слово «товарищ» пришло в русский язык из одного из тюркских языков. И это слово ключевое для общественного аспекта взаимодействия означает того, кто ищет товар вместе с тобой. То есть это очень важное ключевое слово, и поэтому вот речь идет о взаимодействии, которое носило всегда взаимодополняющий характер на этой территории. Пашня не вытесняла пастбище, а совмещалась с ним, порождая новые типы хозяйственного симбиоза. Поэтому мы говорим об общих стратегиях, и они даже были едиными стратегиями выживания, которые заключались в сплочении наших народов, и центральноазиатских, и российских, славянских и тюркских, перед природно-климатическими, политическими, социальными вызовами. Поэтому именно вот эти объективные процессы взаимного тяготения кочевой тюркской, оседло-земледельческой, славянской цивилизации обеспечили им многогранное взаимодействие. И прежде всего общественное, торгово-экономическое, военное, культурное, политико-правовое. И с процессом более глубокой интеграции Центральной Азии в состав России связан как раз один из базовых принципов тюрко-славянского взаимодействия. Это тесная экономическая интеграция и формирование единого социально-экономического пространства. Политический аспект взаимодействия тоже очень важный. Он исходит из того, что, во-первых, древнерусское государство с самого начала своего формирования, оно развивалось именно не только как государство славян, сакалиба в арабских источниках, русов, и они тесно взаимодействовали с тюрками, другими народами. И если мы посмотрим арабские источники, мы обнаружим, что славяне и тюрки жили вместе в различных городах, не только на территории древнерусского государства, но и, например, в Хазарии, в других регионах. Отдельные поселения тюркоязычных племен появляются в Руси в XI веке, и их называли тогда торками. Вот, например, первые поселения торков зафиксированы в источниках в 1080 году. А вот в 1097 году они вместе с юрками, тоже название тюрков в древних летописях, появляются первые поселения бериндеев и печенегов. И все эти тюркоязычные народы в то время носили название черных клобуков. И они входили в состав древнерусского государства на правах его граждан. Но еще большее значение для нашей темы имеет совместное участие славян и тюрков в общих политических системах, судьбе имперских централизованных государств на территории Евразии. Это прежде всего Золотая Орда, это, конечно же, Российская империя, это СССР и даже СНГ, современное Содружество независимых государств. Вот участие в этих объединениях обеспечило нашим народам консолидацию сложной переходной периода в истории. Опыт совместной модернизации, конструктивного взаимодействия также можно считать одним из базовых принципов плодотворного славяно-тюркского взаимодействия. И этот потенциал был использован и после гражданской войны, когда мы строили новую страну совместно. И в договоре о создании СССР, например, в качестве одного из общеупотребительных языков, наряду с русским был указан и тюркский язык. И тюркский язык действительно язык тюрки играл важную роль такого лингва франка наряду с русским языком на значительных территориях Советского Союза. Третий аспект взаимодействия – это этнический аспект. Он подразумевает
очень тесные семейные, бытовые связи славян и тюрков, и этногенетические миксации, имевшие место с очень древних тоже времен. Достаточно назвать это, что Владимир, например, сын князя Игоря, он был женат на Кончаковне, дочери половецкого хана Кончака. Владимир Мономах женил своих сыновей Юрия Андрея на половчанках. У Святослава Владимировича отчимом оказался полость башкорт и так далее, и так далее. Этот список можно бесконечно продолжить на самом деле, но были еще более важными браки, совместные какие-то такие этнические смешения, которые происходили на уровне самих народов. И это, безусловно, очень интересный факт. Если вы посмотрите на многие русские фамилии, многие из них имеют тюркское происхождение. Так происходило взаимопроникновение культур. Ну и языковой, конечно, аспект взаимодействия тоже очень важный. Мы имеем очень большой пласт языковых заимствований в языках друг друга, и это тоже очень важно. И, безусловно, потом действительно вторым языком межнационального общения, как я уже говорил, на постсоветском пространстве и сейчас, и сегодня остается именно русский язык и тюркские языки. Значит, очень важны еще духовные религиозные аспекты взаимодействия. Во-первых, мы должны отметить как базовый принцип славяно-тюркского взаимодействия, это веротерпимое отношение к другим религиям. И этот принцип исповедовали не только славянские народы, но и тюркские народы. Это очень действительно важный, показательный пример нашего сходства, близости и духовной близости. Кроме того, у нас одинаковая религиозная мозаичность в России и странах Центральной Евразии, религиозная мозаичность и многонациональный характер населения, которое действительно, причем даже состав одни и те же народы, русские, тюркские и другие народы. И мы создали жизнеспособные модели межцивилизационного и межконфессионального существования и диалога. И хотел бы сказать, что вот важными признаками являются не только уважение к старшим, к родителям, власти, традиции, коллективизм, обостренное чувство справедливости, сострадания, сопереживания другому, принятия другого. Это то, что нас всегда отличает, в отличие от западных людей, настроенных на индивидуализм и личную выгоду, и личные стратегии, индивидуальные стратегии выживания. Но еще более важно, что у нас в регионе, в этом важном регионе мира, Центральной Евразии, которые можно расширительно рассматривать и большую часть России туда еще включить, кроме стран Центральной Азии, Кавказа, Южного Кавказа. Мы видим, что у нас даже модели традиционных религий там обнаруживают сходство. И это сходство, оно общие модели этих религиозных систем на всей этой территории. Я бы их назвал евразийской моделью религиозной системы. Например, русское православие, понятно, что оно имеет общую модель, она изначально имела такую евразийскую модель, когда Россия стала расширяться на восток. Но если мы говорим о евразийской модели ислама, то это, конечно же, Аль-Матуриди, его богословская школа и ханафитский ислам, который во всем мире оттуда произошло такое распространение ханафитского ислама. Это, конечно же, сыграло свою роль, и фактически весь ислам не только в России, кроме части Северного Кавказа, там 3 республики, Дагестан, Чечня и Ингушетия, это шафиитский ислам представляет. Весь остальной регион Северной и Центральной Евразии – это ханафитский ислам.
Есть еще общие традиции суфийских братств, хотя братство Накшбандии появилось в Центральной Азии, а ее братство, его ответвления, его тарикаты, вирды существуют и на Кавказе тоже. Шазили, Ясавия, то есть у нас общие традиции. Если мы посмотрим на буддийские традиции России, то увидим и России, не только России, но если мы посмотрим на буддийские традиции в Центральной Евразии, обнаружим, что у них у всех тюрко-монгольские корни, то есть они тоже обнаруживают близость друг с другом. Соответственно, вот эти три модели, это обеспечивает нам цивилизационное единство, вот, духовное единство, и вот их переплетенность, их пересечения также очень важны и плодотворны для исследований. Ну, конечно же, мы не можем не игнорировать культурные аспекты взаимодействия. Это особый синтез культур, традиций и возникший на его основе общий культурный код. Что я имею в виду? Вы прекрасно все понимаете, что мы никогда не относимся к выходцам из стран Содружества как к иностранцам. Это все равно наши люди. И русских тоже не воспринимают как иностранцев в странах Центральной Евразии. Ни в одной стране. Вот сейчас произошло такое, многие релоканты, они уехали как раз и в Казахстан, и в другие республики, Бишкек, вот в Бишкеке многие, говорят, живут, еще где-то. Вот, и они там находят, чувствуют себя как дома, говорят на своем языке, потому что этот язык продолжает, русский язык, оставаться языком нашего общего, общенационального, общецивилизационного общения. Это язык науки, технологий, и это тоже очень нам важно. И последнее, что я хотел отметить, конечно, надо нацеливаться на перспективу. Любая концепция, она должна смотреть вперед. И, конечно же, опыт славяно-тюркского взаимодействия должна рассматриваться как основа философии совместного развития. И здесь два момента в заключении хотел бы отметить. Во-первых, экономическая взаимосвязанность. Мы очень тесно друг с другом связаны. И Центральная Евразия и вместе с Северной Евразией это не только географическая ось Земли, но и кладовая мира. У нас очень много источников, очень богатые источники, мы очень богаты на природные ресурсы, и минеральные, и водные, и лесные, и другие. Но они распределены по странам неравномерно, и, конечно, здесь экономическая взаимосвязанность – это объективная потребность. Кроме того, безусловно, наличие стратегической перспективы. У России и стран Центральной Евразии есть общий образ будущего. И вот в нашей коллективной книге «Евразийство. Видение общего» мы в качестве эпиграфа взяли слова известного писателя, посла, я бы сказал, вообще Азии и Центральной Евразии, точно нашего друга Алжаса Сулейменова. От веков зависимости через период независимости к эпохе осознанной взаимозависимости. Ну и, конечно же, очень важно нам для того, чтобы... И концепция, зачем вообще нужна славяно-тюркского единства, не только для того, чтобы четко расставить приоритеты для формирования общероссийской идентичности, потому что в России тоже... Россия живет самое большое по количеству народов, тюркских народов. В России нет равных. Внутри страны у нас есть свои тюркские народы. Но также для развития взаимовыгодных отношений с нашими ближайшими стратегическими партнерами в странах Центральной Азии и Кавказа. И укрепление отношений дружбы, единства и товарищества сделает нас всех только сильнее. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, если будут вопросы к докладчику, просим передавать их нам в письменном виде, а мы переадресуем их к автору доклада. Разрешите поблагодарить Аликбера Калайбековича за интересное выступление, которое расширяет представление о славяно-тюркском взаимодействии и открывает новые векторы для изучения общих проблемных вопросов, которые стоят над границами государств и этносов.
Слово предоставляется следующему докладчику Виталию Петровичу Иванову, признанному в научном сообществе ученому-этнологу, главному научному сотруднику Чувашского государственного института гуманитарных наук. Тема доклада «Вхождение чувашей в состав Московии. Инкорпорация в славянский социум». Спасибо. Иргон Болдар, Улдашем, Ханазем, коллегам, добрый день, уважаемые коллеги, друзья, товарищи, наши дорогие гости. История вообще складывалась так, что где мы не обитали, они всегда оказывались на стыке культуры и цивилизации, на землях, где происходило активное межэтническое и межконфессиональное взаимодействие, где пересекались миграционные и хозяйственно-торговые связи. Это обстоятельство наложило отпечаток на этническую культуру и язык чувашского народа, обогатило их и придало особую открытость и терпимость его национальному характеру. Проблематика инкорпорации, по латыни это включение в свой состав, присоединение. Чувашия в состав Московии, славяно-русский социум, корректно будет рассматривать не только как одноактное историческое событие, связанное с присоединением Чувашского края к русскому государству в середине XVI века, но и как длительный и далеко не простой процесс встраивания чувашского этноса в русское социально-экономическое и культурное сообщество. Исходя из этого, можно выделить ряд исторически значимых для чувашей факторов, способствующих активизации инкорпорационных процессов. Первое. Вхождение Чувашского края в состав Москвы в середине XVI века и включение Чувашии в его административно-правовое поле. Второе. Массовая христианизация Чувашии в середине и второй половине XVIII века. Третье. Активное расселение Чувашии, начиная с конца XVIII века, в регионах Среднего Поволжья и Южного Урала с национально смешанным населением. Четвертое. Развитие школьного образования среди чувашей. Первое в середине XIX – начало XX веков под руководством Николая Ильминского и Ивана Яковлева. Пятое. Активизация отходничества чувашских крестьян на заработки в города и промышленные центры России во второй половине XIX – начале XX веков. Шестое. Общественно-политические и военные события в начале XX века. Это резкое расслоение традиционно крестьянского общества, русско-японская и Первая мировая войны. Седьмое. Участие чувашей и их первых представителей интеллигенты в революционных событиях 1917 года и гражданской войне 1918-1922 годов. И восьмое. Завершение полной территориальной, политико-административной и культурно-языковой инкорпорации чувашского народа в состав славяно-русского мира в результате образования чувашской автономии 20-е годы. Говоря в целом об инкорпорации Чувашии в славяно-русский мир, корректно было бы вести речь отдельно по периоду царской России и отдельно по советскому времени, ибо механизмы данного процесса в указанных исторических эпохах, конечно, различаются. И все-таки считаю необходимым обратить внимание главным образом на такие определяющие факторы инкорпорации. Первое – собственно, вхождение Чувашского края в состав Московии. Второе – христианизация Чувашии. И третье – создание системы народного просвещения. По мнению известного чувашского историка Дмитрия Васильевича, присоединение территории Чувашского края к московскому государству произошло в отсутствии сколько-нибудь выраженного сопротивления этому со стороны чувашей и горных марийцев. Но, как свидетельствуют источники, этот процесс был далеко не простым. Не все территориальные группы чувашей были согласны безоговорочно согласиться с притязанием Москвы на Казанское ханство. И в то же время не могло быть и речи о каком-либо серьезном сопротивлении правобережных чувашей, горных людей, как тогда называли их, процессу присоединения их края к русскому государству. По существу, как полагают кляшторные и султанов, именно с присоединения Чувашского края и последовавшего затем покорения Казанского ханства и начинается эпоха российской многонациональной или и поликонфессиональной государственности, а заодно и новый опыт интеграции евразийского пространства русско-тюркского 16-20 века вместо прежнего монголо-тюркского 13-14 века. Хотя, конечно, по правде говоря, первыми вошли в Московию мордовские племена.
Однако и то правда, что в русском государстве социальный национальный гнет над чувашским народом сохранился. Царские власти не допускали чуваши, как и другие нерусские народы России, государственного управления. Насильственным методом насаждали православие. Бремя данных условий тормозило экономическое, политическое и культурное развитие Чувашии. С другой стороны, по существу произошла территориальная инкорпорация Чувашского края к русскому государству. Это было событием прогрессивным. И прежде всего потому, что в составе сильного централизованного государства чуваши обрели возможность жить в мирных условиях. Прекратились опустошительные набеги с юга на их земли нагайцев, крымцев и других кочевников. До сегодняшнего дня сохраняется родоголосица, трактовка событий времени покорения Казани. Она имеет объективный характер и отражает разные восприятия их со стороны московских, казанских и чувашских исследователей с точки зрения последствий этих событий для России в целом и для отдельных народов Среднего Поволжья в частности. И историко-культурные, и политические, и этнодемографические последствия данного процесса, данного события, в том числе последующее обращение Чувашии к православию, имели для них эпохальное значение. Они определили весь ход новой этносоциальной истории чувашского народа. Самым важным результатом мирного вхождения Чувашии в состав Московии, по мнению практически всех чувашских историков, было сохранение их как народности. Исторически важен и этногеографический аспект присоединения Чувашского к русскому государству. В составе гигантского по размерам государства чуваши получили практически неограниченные возможности для расширения территории своего обитания. С установлением мирных условий жизни и хозяйствования чуваши стали возвращаться на оставленные ими в XIV, начале XV столетий земли, а с XVII века совместно с другими народами участвовать в освоении земель на Урале, в Средней Азии, на Дальнем Востоке и других регионах России. Как известно, составной частью политики русского самодержавного государства в отношении неновоподанных стал курс на постепенную ликвидацию их национальной элиты. Во время драматических событий второй половины XVI века слой чувашских князей и сотников изрядно поредел. Лица, лояльные к новой власти или поддерживавшие ее, сохранили свои земли и были причислены к сословию мелких и средних служилых людей. Часть из них приняла крещение и впоследствии обрусела. При Петре I сословие мелких служилых людей было причислено в разряд государственных крестьян. В результате к концу XIX века чуваши представляли собой тип этноса, состоящий главным образом из крестьян. Подчеркивая данную особенность, они называли себя не иначе, как хурагалах – черный люд. Но вместе с тем и то правда, что в истории чувашского народа, в отличие от некоторых других народов России, отсутствуют сколько-нибудь значительные факты и события, которые могли бы зафиксироваться в исторической памяти и ожить в соответствующих условиях как свидетельство унижения народа, масштабного оскорбления чувства национального достоинства. В царской России в отношении чувашей геноцида не допускалось. Следует отметить, что с принятием христианства деловая и культурная устремленность возрождающаяся чувашской аристократии, кавычках это слова Сбоева, была неизменно ориентирована на сотрудничество с русскими, а не с татарами, хотя чуваши и татары через 3 дня могут общаться друг с другом на обоих языках. Таким образом, на уровне общественного сознания христианизация чувашей, с одной стороны, развела 2 народа, а с другой свела чувашей с русскими. Этнокультурное самосознание некрещенных чувашей отнюдь не было настроено на ускоренное восприятие элементов русской культуры и быта, что, конечно, неудивительно. Чуваши с большой осторожностью изучали опыт и советы русских, но держали свои линии наподобие китайцев, которые, увидев у себя впервые европейских голландцев в XVIII веке и, услышав их рекомендации по изменению образа жизни, сказали: «У нас есть все, нам от вас ничего не надо, не учите. А если что надо, сами делаем». После вхождения Чувашского края в состав русского государства власти не проявляли особой строгости в отношении языческих обрядов Чувашии. Однако необходимость кардинального решения вопроса христианизации Чувашии встала во весь рост с активизацией мусульманизации, а значит оттатаривания Чувашии. Возникла ситуация жесткого противоставления установившихся в то время социально-культурных норм. Русский народ правильный, ибо живут по священному писанию, татары строго соблюдают Коран, а вот чувашам неведомо ни Библия, ни Коран. На первый взгляд может показаться, что чуваши против своей воли были
инкорпорированы славян в православный мир через христианизацию. Но в конечном итоге это историческое событие объективно поспособствовало сохранению своего этнического облика. Швейцарский историк Капеллер, который написал очень интересную книгу «Чувашия. Народ в тени истории», опубликована в 2016 году у нас на русском языке. Вот одну из глав своей книги назвал весьма примечательно: «Интеграция и протест. Двоеточие. Чувашии 17 до 19 века». Проследив участие Чувашии в народных восстаниях Разина, Пугачева, проявление неприятиями насильственных христианизаций и другие аспекты, ученый пришел к заключению, что наряду с интеграцией, а по сути инкорпорацией, Чуваши у русского государства имели место события, которые свидетельствовали о способности Чуваши оказывать отчаянное сопротивление властям и реально проявляли себя народом отнюдь не робким и покорным, как обычно считается. Однако следует отметить одну весьма важную особенность истории взаимодействия Чуваши и русских. Протестные проявления Чуваши не носили межэтнический характер. Они почти всегда имели социальную основу. В российских крестьянских восстаниях чуваши участвовали совместно с русскими, татарами, марийцами, башкирами, мордвой. Одним словом, даже совместное с русским участие в протестах объективно способствовало инкорпорации чувашей в русский мир. Русские исторически воспринимались чувашами как главный народ империи. Это стереотипное представление у чувашей, и не только у них, как говорится, в крови. Статусы у них изначально были разные. И чувство второсортности у чувашей по сравнению с русскими поддерживалось в их среде из поколения в поколение. Но при этом, что весьма примечательно, они не воспринимали русских как враждебную этническую общность, а скорее как некую историческую данность. И поэтому проявление оскорбительного отношения к себе со стороны русских чувашам расценивалось как неизбежность, как нечто естественное. Но доминантный нарратив у чувашей относительно русских во все века был один: русский человек – добрый человек. Конечно, считать, что отношения между русскими и чувашскими крестьянами были идеальными, было бы односторонним мнением, и укажем на интересное наблюдение о чувашско-русских взаимоотношениях чувашского этнографа Комиссарова, посчитавшим этот вопрос несколько щекотливым и отмечавшим, что чувашские крестьяне к крестьянам русским, особенно знающим чувашский язык, относятся как к своим, что вообще в отношении чуваш к русским нет недружелюбия и антагонизма, нет ненависти у чувашинина к русскому, это все слова Комиссарова, как представителю нации. А вот со стороны части русских крестьян часто наблюдалось, отмечает он, насмешливое отношение к чувашским хлебопашцам. Это правда. Но и все-таки, на мой взгляд, субъективно, конечно, взгляд, проявление зачастую совершенно немотивированное этноязыкового нигилизма в участии современных образованных, в кавычках беру это слово, чуваши есть ложно воспринятые наследие традиции первой когорты национальной интеллигенции. Заложены они были самим просветителем Иваном Яковлевым, его личным примером. Если ты образованный чуваш, то желательно было жену иметь русскую. И, кстати, видные чувашские этнографы, Никольский и Комиссаров, тоже были женаты на русских. Носить шляпу, галстук и с коллегами-соплеменниками общаться по-русски. Все русское, городское для первых представителей национальной интеллигенции было образцом для подражания. А глядя на них, прежде всего на учителей, дети и молодежь слепо копировали их поведение, образ жизни. Невольно приходится соглашаться, конечно, с понятными оговорками, со словами известного евразийца Трубецкого. Для всякой нации иноземной иго есть не только несчастье, но и школа. Соприкасаясь с иноземными покорителями и засильниками, нации заимствуют у них черты их психики и элементы их национальной культуры и идеологии. Если она сумеет органически переработать и усвоить заимствованное и выйдет, наконец, из-под иго, то о благотворности или вредоносности иго, как школа, можно судить по тому, в каком виде предстанет освобожденная нация. Но сегодня о евразийстве говорили уже.
В условиях чувашских, к примеру, вот Башкортостана, Якутии, Бурятии, Дагестана и ряд других республик, между чувашами и русскими, ввиду отсутствия между ними резко выраженных фенотипических визуальных различий, межгрупповая культурная дистанция не столь значима. Поэтому для чувашей, характеризующихся смешанным монголо-европеидным и преобладающим европеидным физическим типом, и в абсолютном большинстве имеющих фамилию и имена русского типа, в русскоязычной городской среде не возникает коллизии в процессе ситуативной этнической самоидентификации. Инкорпорация чувашей в славяно-русский мир шла главным образом через бытовую культуру. Надо сказать, что общинная жизнь русских и чувашей сильно не различалась. Как отмечает этнограф Никольский, русское простонародье нашего Поволжья страдало от своего невежества не менее, чем инородцы. Этот общий знаменатель был основой для сближения русских и чувашских крестьян. Дело в том, что для славян и тюркоязычных народов характерен приоритет коллективистических начал над индивидуалистскими. Ценность человека определялась здесь в первую очередь исполнением его долга перед общиной. Комплекс национально-интеллектуальной неполноценности мешал чувашам войти в русский социум на равных правах, что приводило даже к показному отказу от своего народа и языка. Между тем, психология русских виделась чувашами как открытая душа, дверь нараспашку и тому подобное. А у чувашей же внутри огонь горит, но дыма нет. Шалдабустюна тедемзюк. В известном духовном завещании просветителя Ивана Яковлева нашлись емкое и четкое отражение уровня и характерных особенностей мышления и национального самосознания чувашей конца XIX – начала XX веков. Чуваши, мол, не могут быть самостоятельными, что не нужно им самим выбирать свою судьбу, а надо идти за русским народом. Надо признать, что объективно же Иван Яковлев осуществил грандиозную успешную инкорпорацию чувашей в славяно-русских социум, опираясь на своего учителя и соратника Николая Ивановича Ильинского, которым была разработана своя система христианского просвещения народов Поволжья. Она предусматривала использование родного языка с последующим переходом на русский язык, а также подготовку учителей из инородцев. Одним из результативных итогов реализации системы Никольского, Ильинского, стала Симбирская чувашская учительская школа, основанная Иваном Яковлевым в 1868 году. Кстати, в ней обучались не только чувашские дети, но и представители других национальностей. Симбирскую школу справедливо называют чувашским лицеем. Уважаемый Виталий Петрович, Все, заканчиваю. Перейдем к Многие выпускники и выпускницы стали видными чувашскими учеными, писателями, родоначальниками профессионального национального искусства, общественно-политическими деятелями. Современное поколение чувашей просто уже не задумывается над тем, что они, с одной стороны, народ восточного, азиатского, тюркского, ну, по крайней мере, по языку происхождения, а по религии православные. С другой, абсолютно большинство тюркских народов, кроме гагаузов, якутов и чувашей, отчасти мусульмане. Между тем, традиционно обыденное сознание предполагает, что если ты тюрк, значит, ты есть мусульманин. Это накладывает отпечаток на национальное самосознание. Сегодня и имена у чувашей русских, христианских, да и многие праздники, обряды имеют православный характер. Заканчиваю. Уважаемые коллеги, большой интерес, проявляемый сегодня широким кругом пытливых людей к особенностям взаимодействия славян и тюрков, свидетельствует о наличии значительных пробелов в их исследовании. Многие принципиальные вопросы все еще остаются без ответа. Прежде всего, сами проблемы очень трудные. Но бесспорно одно – изучение взаимосвязи прошлого и настоящего народов разного происхождения может дать нам понимание того, что нас ждет в будущем. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Виталий Петрович, за содержательное выступление. Слово предоставляется Юлии Александровне Лысенко, руководителю научно-образовательного центра «Большой Алтай» Алтайского государственного университета, город Барнаул. Тема доклада «Тюрко-монгольские политические традиции в русско-казахских отношениях. 18-е, начало XIX века». Добрый день, уважаемые коллеги. Алена Михайловна, я хотела уточнить, кликера нет, мне будут помогать, да? Техническая служба листать Операторы презентацию. будут помогать листать слайды. То есть мне можно говорить? Да, согласно вашим.
Ну, еще раз, уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите мне поблагодарить организаторов за организацию столь важного и значимого научного мероприятия и выразить признательность за возможность выступать с этой большой трибуны. Я возглавляю научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии Большой Алтай Алтайского государственного университета. И наш центр – это как раз яркий пример того, насколько ученые постсоветского пространства могут интегрировать свои усилия для изучения, сохранения и популяризации среди молодого поколения историко-культурного наследия славянских и тюркских народов. Сегодня мне хочется отметить, что приехавшие на это научное мероприятие коллеги из республик Центральной Азии являются одновременно и сотрудниками нашего центра. И вот на протяжении многих лет мы как раз несем эту важную миссию, и сегодня приехали с вами поделиться вот нашими совместными научными исследованиями. Ну а тема моего выступления связана с тюрко-монгольской политической традицией, которую, как уже отмечал в своем докладе Аликбер Калабекович, является одной из основ, одной из связующих цепочек, которые объединяли и объединяют, в общем-то, славянский, тюркский мир, монгольский мир, и которые сегодня, как это ни парадоксально звучит, играют колоссальную роль в наших вот современных межгосударственных отношениях. Исторический опыт совместного вхождения народов Северной Евразии в состав кочевых империй в средневековый период обусловил формирование у них общих представлений о принципах организации власти, государства, административно-территориального устройства и управления, а также в системе военно-экономических отношений. Устойчивость данных представлений безусловно, формировалась в раннее Средневековье, в период тюркских каганатов в VI-VIII веках. Затем она была существенно дополнена монгольской традицией. Ну а московское государство, по сути, как считают исследователи, выступало наследником кочевой политической традиции государственности в своих отношениях с народами Северной Евразии, а вместе с ней и евразийской политической культуры. Второй слайд, если можно, пожалуйста. Используя ее для расширения границ государства в азиатском направлении, московскому государству в достаточно короткие сроки на протяжении XVI-XVII веков удалось освоить огромные пространства Сибири и вплотную подойти к границам кочевания казахских кочевых племен. На карте вы видите, к этому моменту, к концу XVII века, это было 3 крупных этнополитических объединения: младший, средний и старшие жузы. Объективное сближение московского государства и казахского ханства, сопровождавшееся относительно регулярными обменами посольств в XVI-XVII веках, завершилось принятием, следующий слайд, пожалуйста, присяги на подданство Российской империи в 30-е годы XVIII века хана младшего жуза Абулхаиром. Анализ, в общем-то, следующий слайд, нормативно-правовых документов, которые сопровождали процесс присоединения. Эти документы очень хорошо исследователям известны. Это, собственно, жалованная грамота императрицы Анны Ивановны о принятии казахов младшего жуза в российское подданство и, собственно, присяга хана Абулхаира. На слайде вы видите неполный текст жалованной грамоты. Я выделила лишь те позиции, на основе которых по рекомендации коллегии иностранных дел после многочисленных дискуссий было рекомендовано принимать казахов младшего жуза в состав Российской империи на таких условиях. Я думаю, вы прочитать успели, и мы к ним еще вернемся. Следующий слайд, пожалуйста. Ответное действие. Пролистните, пожалуйста. Да, все, присяга хана Абулхаира, спасибо. Абулхаир, присягая на подданство российской императрицы, подтвердил все свои обязательства по отношению к Российской империи. И, собственно, если вы внимательно прочитали, то вот в этих 2 нормативно-правовых актах, в общем-то, и заложено или нашла отражение та тюрко-монгольская модель политических отношений, которая формировалась в средневековый период, и наследницей которой выступило московское государство, а затем Российская империя. Перейдем, собственно, к анализу основных положений этой традиционной политической культуры тюрко-монгольских народов. Следующий слайд. Итак, прежде всего, мифологическая концепция верховной власти, обожествление верховной власти,
об этом аспекте политической культуры традиционных тюркских, монгольских народов писали очень много исследователи-тюркологи, Клишторный. И они, в общем-то, отмечали, что функции Кагана сводились, верховного правителя тюрков, а затем и монгольских ханов, к корректировке и проведению внешней политики, верховное командование войсками, охрана территорий и так далее. И мы видим, что действительно в тюрко-монгольской традиции верховная власть носила все-таки сакральный характер. Следующий слайд. У казахской политической элиты, безусловно, знакомой с этими представлениями о верховной власти, постепенно при сближении с Российской империей подобные мировоззрения и взгляды в отношении верховной власти проецировались, конечно, на российского, московского государя, затем российского императора в контексте употребления термина «белый царь». Признание политической гегемонии московского государства, затем Российской империи, объяснялось целым рядом внешнеполитических факторов и джунгарской угрозой, и центробежными тенденциями внутри казахских жузов. Но, тем не менее, Российская империя в русле этой традиционной политической культуры обязывалась как покровительствовать казахским ханам, защищать их от внешней угрозы, а те, в свою очередь, обязывались выставлять свое войско в случае, если Российская империя призовет их. Ну, ярким примером, хрестоматийным, исследователям Центральной Азии он очень хорошо знаком, это посольство Карла Миллера в 1741 году в ставку джунгарского хунтайджи Галдан-Церена, когда он поехал специально по поручению императрицы с тем, чтобы сообщить Галдан-Церену о том, что казахи являются подданными России, и потребовать прекращения вторжений в их кочевья. Ну, немаловажным аспектом этой поездки стало освобождение известного, очень авторитетного султана Среднего Жуза, тогда еще султана Аблая, из джунгарского плена и возвращение его на родину. Еще одним ярким элементом традиционной политической культуры тюркских и монгольских народов, наследованных Российской империей, это традиция выдачи ярлыков на княжение. Мы все с вами знаем, что эта традиция известна была и на Руси, когда русские князья, первый из них, вот поездка состоялась в 1243 году, Владимирский князь Ярослав первый получил такой ярлык на княжение. Наиболее яркий и хрестоматийно известный факт – это Александр Невский в условиях борьбы на западных окраинах своего княжества с тевтонскими и ливонскими захватчиками, ориентировался на монгольских правителей как на союзников, поэтому по подсчетам исследователей он 4 раза совершал поездку в Каракарум, в Монголию, к монгольским ханам. Ну и мы видим, безусловно, параллели исторические, когда хан Абулхаир принимал такой ярлык на княжение от императрицы Анны Ивановны. В сибирской традиции такой документ назывался еще шерть, безусловно, но факт тот, что казахские ханы, в общем-то, принимали эту присягу на подданство короне как норму в отношении покровитель и подчиненный, в общем-то, это говорит о том, что казахские ханы, не только Абулхаир, но и его преемники, в общем-то, принимали эту ситуацию. Ну, следует отметить, что сама процедура принятия присяги – это было очень торжественное мероприятие, которое прописывалось пошагово, регламентировалось российскими властями, обязательно с применением Корана. Хан клал руку на Коран, произносил клятву, которую произносил ему мулла, и после этого процедура сопровождалась большими пышными торжествами, и, что самое главное, присягу, как правило, проводили на территории Российской империи, в Оренбурге или в пригороде Оренбурга, где устраивались фейерверки, гуляния, раздача подарков и так далее. Ну, тем самым мы видим, чтобы показать, в общем-то,
характер отношений. Для российской стороны это было очень важно, а казахская сторона в русле традиционных политических представлений о власти, в общем-то, воспринимала спокойно эту ситуацию. Следующий слайд. Безусловно, еще один яркий пример использования тюрко-монгольской традиции – это объясачивание попавшего в зависимость населения. Мы все знаем, что юсак – это слово, термин монгольского происхождения. И, в общем-то, российские императоры здесь не были оригинальны. В присяге хана Абулхаира, мы ее с вами видели, он обязался выплачивать российской императрице 4000 лисиц ежегодно. То есть объясачили пока только хана в 1731 году. Мы пока вот не располагаем на самом деле документами, насколько часто Абулхаир выполнял это условие. Ну а если говорить о всемасштабном объясачивании казахского населения, это произошло гораздо позже, в 1822 году, когда был принят устав о сибирских казахах и когда была уже ликвидирована ханская власть на территории младшего, среднего и старшего жузов. Именно тогда на законодательном уровне был введен натуральный налог со скота для всего казахского населения. Следующий слайд. Еще один инструмент политического влияния – это институт аманатства. Мы тоже знакомы с этим термином. Заложники. Институт, который берет свое начало в тюрко-монгольской политической традиции, и в знак покорности и признания власти первого царя казахские ханы также отправляли либо в Тобольск, либо в Оренбург, либо в Омск. Ну и совсем уже, если это сыновья ханов, их отправляли в Петербург в качестве аманатов, заложников. Достаточно сказать, что смена аманатов, как бы показатель зависимости, это длительность пребывания того или иного заложника в Петербурге или в другом административном центре Российской империи. Если ханы были лояльны и выполняли требования российской администрации беспрекословно, аманаты, разрешалось менять аманатов раз в 3 года. Если хан проявлял какие-то сепаратистские тенденции или следовал вне фарватеры политики российской администрации, его наказывали, увеличивая срок пребывания сыновей в заложниках до 15 лет. Ну, такая участь постигла одного из ханов Абулхаира, который Айчувак, который провел в аманатах 12,5 лет. Следующий слайд, пожалуйста. Важным элементом традиционной политической культуры тюркских и монгольских народов являлось, безусловно, обмен посольствами. Эту традицию восприняла и российская власть. Мне в Российском государственном историческом архиве удалось работать на протяжении нескольких лет с документами, которые освещали как раз посольские или депутатские миссии казахов в Петербург, к императорскому двору. И нам удалось в рамках большого научного проекта выявить, по меньшей мере 35 таких депутатских миссий в Петербург состоялось в первой половине 19-го, в конце 18-го, первой половине 19 века. И следует отметить, что в ходе этих депутатских миссий казахские правители решали, в общем-то, серьезный круг политических, внутриполитических проблем. Россия, император в этой ситуации выступали либо третейским судьей, либо партнером. Обсуждались вопросы транзитной караванной торговли через казахские степи, торговли казахов на приграничной укрепленной линии, обмен беглыми, ну и, конечно, укрепление личной власти казахских правителей. Здесь тоже этот вопрос обсуждался. Они просили у российского императора отряды казачьих войск в качестве личной гвардии, строительство себе домов, наград, воинских, офицерских чинов и так далее и тому подобное. То есть вот эта соподчиненность, она была, в общем-то, взаимовыгодна, как мы понимаем, и той, и другой стороне. И казахские ханы использовали депутатские миссии как один из основных, в общем-то, аргументов для легитимации своей власти. Ну и последний слайд, я уже завершаю. Безусловно, сегодня тоже об этом говорили, о том, что и в период тюркских каганатов, и в монгольский период покоренные народы, политические объединения, в общем-то, сохраняли свою внутреннюю автономию. В полной мере Российская империя использовала этот важный инструмент и для сибирских аборигенных народов, и для казахов младшего, среднего и старшего жузов.
Фактически до 1917 года, до падения дома Романовых, такую автономию внутреннюю казахи всегда сохраняли. Мы знаем, что на всем на протяжении имперского периода функционировали традиционные институты казахского общества, например, традиционный Бийский суд, который продолжал рассматривать семейно-брачные дела в рамках обычного права адата. И когда со второй половины XIX века территория казахских кочевий, ханская власть была ликвидирована и была создана общеимперская модель административно-территориальное управление этим регионом, на уровне аула и волости сохранилось, в общем-то, автономное управление, местное самоуправление, когда волостные правители и аульные правители, в общем-то, решали и регулировали жизнь казахской пастбищно-кочевой общины. Российские власти фактически в эту жизнь не вмешивались. Главное основание неприкосновенности – это вовремя выплачивать тот самый ЕСАК – налог в пользу российской казны. Таким образом, с полным основанием можно констатировать, что система отношений Российской империи с казахской этноэлитой младшего и среднего жузов базировалась на тюрко-монгольской политической традиции. И в завершении подчеркну одну важную мысль. Когда во второй половине XIX века Российская империя все-таки попыталась в период буржуазных реформ, понимаем, о чем я говорю, буржуазных реформ 60-х, 70-х годов XIX века, приблизить свою государственную модель к европейским стандартам. В какой-то степени ей это, безусловно, удалось, но при этом в отношении азиатских народов, и в том числе казахов, отказаться окончательно и беспрекословно от той самой тюрко-монгольской политической традиции Российской империи не удалось. Мы наблюдаем вплоть до 1917 года синтез, безусловно, евразийской политической традиции и европейской. И понимаем, что сохранение вот этих традиционных элементов тюрко-монгольской политической традиции, они были объективны и закономерны. И Россия, как бы она это ни хотела, она отказаться от них не смогла бы. Таким образом, мы видим, что действительно тюрко-монгольский мир – это очень сложный, интересный симбиоз. И я думаю, что у нас, как у исследователей, еще масса возможностей для его изучения. Спасибо за внимание. Спасибо. Опыт прошлого позволяет прогнозировать будущее. Алтай – территория этногенеза разных народов, проживавших в тесных контактах на протяжении многих тысячелетий. И научно-образовательный центр «Большой Алтай» выполняет большую работу по исследованию тюркского периода на Алтае и укреплению значения тюркского мира в глобализационных процессах современности. Мы благодарим Юлию Александровну за интересное выступление и желаем успехов представителям Большого Алтая. У нас следующий доклад «Восточноевропейские рунические надписи и проблемы их расшифровки». Слово предоставляется Гайбулле Балыевичу Бабаярову, ведущему научному сотруднику Национального центра археологии Академии наук Республики Узбекистан, город Ташкент. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Салам чуваш халық, эпер сере саламаттып, саламлатып. Өзбекстанран салам. Когда речь идет о восточноевропейских руноподобных надписях, прежде всего понимаются письменные памятники раннесредневековья в регионах от Волга-Урала до Венгрии, от южно-русских степей до Северного Кавказа и Причерноморья. Большая их часть была написана на керамических и металлических предметах, но много имеются надписи на других предметах, монетах, кирпичах, костях и так далее. На первый взгляд рунические надписи в Восточной Европе имеют много общего с древними тюркскими руноподобными надписями из Центральной Азии и соседних регионов, в том числе Южная Сибирь, Монголия, Алтай, Восточный Туркестан, Семиречье и Фергана.
Восточноевропейские рунические письмена изучаются уже почти 100 лет. Известные тюркологи Сергей Григорьевич Клешторный, Щербак, Талат Текин, Аманжолов, Байчуров, Дмитрий Дмитриевич Васильев, Игорь Леонидович Козлас и Кармошин и другие провели целый ряд исследований по этому вопросу, но эта попытка прочесть эту надпись так и не увенчалась успехом. Но восточноевропейские руноподобные надписи до сих пор полностью не расшифрованы. Одной из основных причин этого является отсутствие широких и глубоких исследований по этим надписям. С другой стороны, при изучении восточноевропейских руноподобных надписей не учитывались их специфические особенности. Одна из их особенностей заключается в том, что не все восточноевропейские руноподобные надписи были написаны на одном и том же языке или диалекте. Например, некоторые из них, вероятно, были написаны на древнетюркском языке орхониенсийских надписей. Тогда, как другая часть, по-видимому, написана на угоро-болгарском диалекте древнетюркского языка, то есть на чувашском языке. Возможно также, что значительная часть восточноевропейских надписей были написаны на языках совершенно отличных от тюркских языков. Об этом свидетельствует безуспешные попытки прочитать некоторые надписи, написанные на керамике и различных металлах, основываясь на языке древних тюрков. К недавнее время, увы, ныне покойный молодой тюрколог Андрей Кубатин совместно со мной изучали множество восточноевропейских руноподобных надписей, и некоторые из них были нами успешно прочитаны. Я хотел бы далее рассмотреть некоторые из них. Здесь следует отметить, что в основе нашего утверждения о том, что восточноевропейские руноподобные надписи были написаны на древнетюркском языке и его различных диалектах. Тюрки, ашени, хазары, болгары, огуры, савери и другие. Лежит тот факт, что часть археологических находок были найдены в поселениях древнетюркских племен. Если исходить из форм знаков кубанских монет или других надписей, можно сказать, что все основные находки письмен этого основываясь на основном стандартном древнетюркском языке, то есть язык орхонского языка. Сейчас можно. Вот здесь вы видите кубанское письмо. Там граффито на роговой накладке боевого лука. Одна строка из 23 букв. Мы с Андреем Кубатиным прочитали, как «Если твой лук летит, обгоняет самый». Вот, на древнетюркском языке «Ушса яен, озып эн». Вот это граффито на роговой накладке боевого лука семантически тоже совпадает с нашими чтениями этого надписи. Следующий. Это кубанское письмо, найдено в Бельяре. Надпись на ручке сосуда, прорыченная по сырой глине. Горизонтальная строка из 6 знаков высокого от 1 до 2 сантиметра. Там по прорисовке Качкиной мы читали так «Ичиб арен», значит «пей и будь чист». Другой, пожалуйста. Донское письмо, Северный Кавказ, это тоже Маяцкое один. Граффито на обломке мелового блока крепостной стены. Горизонтальная строка из 7 знаков. Мы с Андреем Кубатиным прочитали их по прорисовке Игоря Леонидовича Кизласова. «Боз ема арг», значит серый и чистый. Вариант благородный, истинный, проведенный, праведный. Мы считаем, что она является пожеланием или молитвой, связанной с почитаемыми святами. С другой, пожалуйста. Маяцкая 5. Граффито на обломке мелового блока крепостной стены.
Там тоже это относится в IX веке. По прорисовке Игоря Леонидовича Кизласова мы прочитали этих надписей «Арых еме ак ант». Значит, чистая, истинная и белая, светлая клятва. Получается, что данная надпись имела характер молитвы или торжественной клятвы и, вероятно, была оставлена посетителями над стороной храма. Значит, какой-то, они были, тюрки были часть христиане, они оставили свои клятвы. Следующий, пожалуйста. Еще монеты Северного Кавказа. Они тут около 8 таких монет найдено в Восточном Европе, в основном около этого Северного Причерноморья. Там по кругу древнетюркские надписи и еще арабские надписи. Там мы с Андреем Кубатиным прочитали этих надписей как Ак-Акча, значит, Ак-Акча серебряная монета, Чах, Хан Узбек, Азак, значит, белая серебряная монета времени Хан Узбек или Хан Сюбеге, чеканенная в Азаке. Значит, эта монета может относиться к хазарским каганатам, и там это подтверждает, что там титул, древнетюркский титул Хан и Сюбеге, который встречается на угоро-хазарских надписях в Восточной Европе, как и греческих источниках, как Сюбеге, как военачальник хана, Хан Сюбеге. Еще длинные древнетюркские слова на других странах этого на А-версии, на Д-версии очень подобно. Эриксиз өкүртек яп ага, значит, подобно недостижимому счастью ему. Эта монета очень интересуется участников этого, основным тюркологам и ученым разных стран, в основном в России. Вот наш коллега Владимир Тишин, он тоже прочитал это после нас, он тоже прочитал на другом диалекте древнетюркского языка на основе на чувашском языке. Это предположительное чтение. Мы считаем, что на будущее можно уточнить полностью этих надписей, легенды этих монет. Спасибо за внимание. Спасибо. Рунические письмена действительно являются древнейшими памятниками, фиксирующими тюркоязычную речь и представляют настоящий уникальный ключ к изучению истории и жизни предков. Гайбулла Балыевич, спасибо вам за интересные открытия. Желаем вам еще больше успехов в расшифровке этих тайных знаков. Слово предоставляется Канату Жалиловичу Садыкову, советнику ректора Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласыгына, город Бишкек. Добрый день, уважаемые участники Всероссийского научно-практической конференции. Позвольте мне тоже поблагодарить организаторов этой конференции, участников конференции за созданные условия выступить перед вами. Хотел бы отдельно высказать свою благодарность главе Чувашской республики, господину Олегу Алексеевичу Николаеву и министру образования Чувашской республики Дмитрию Анатольевичу Захарову, чьи доклады продемонстрировали нам, в общем-то, можно сказать, значимость этой конференции с одной стороны, с другой стороны, еще раз стимулировали нас, с представителей научно-образовательного центра «Большой Алтай», активизировать свои условия
свои не условия, активизировать свою деятельность для того, чтобы объединить усилия ученых на пространстве Евразии вокруг большой проблемы тюрко-славянского единства и в целом единства народов, населяющих исторически и в современности нашу большую общую землю. Доклады, которые мы сегодня слышим, показывают свою актуальность. Мой же доклад посвящен сопоставлению эпических сказителей, эпоса «Манас» с Гомером, который считается автором таких, можно сказать, эпических памятников, как «Илиада» и «Одиссея». И, казалось бы, эти произведения эпического творчества находятся на значительном и временном, и, можно сказать, и культурном таком вот различном пространстве, и общего найти было бы с точки зрения некоторых людей очень сложно, но на самом деле оказывается, что эпическая поэзия, которая всегда была, ну, скажем так, знаком определенного достижения цивилизации и культуры древности, вот проследить эту общность оказывается и полезно. О чем идет речь? Речь идет вообще о том, можно ли считать Гомера автором этих двух сказаний. Вопрос этот ставили исследователи еще европейского периода, ну, скажем, позднее средневекового периода, которые считали, что Гомер не может считаться автором. Скорее всего, эти поэмы создали его подражатели, потому что в самих поэмах, которые записаны якобы со слов Гомера, существуют и сюжетные противоречия, и некоторые вот такие элементы и противоречия, и элементы самих сюжетов показывают о том, что, скорее всего, это коллективный труд компиляторов, подражавших Гомеру, создали эту поэму. Эта точка зрения существовала очень длительный период, и даже в период записи эпоса «Манас», что сделали еще в 1860-х годах, значит, первые исследователи, как Чокван Валиханов и Радлов, которые записали это со слов, отрывки эпоса «Манас» со слов сказителей, они вдруг стали высказывать такие идеи, что полезно было бы все-таки принять во внимание живую эпическую традицию бытования героических поэм, для того, чтобы лучше понять, какую все-таки роль играет эпический сказитель для формирования, значит, вот, эпического сюжета, на его содержание, сохранение и, скажем, трансляцию этой эпической традиции. Вот этой теме посвящена моя статья, которая, я надеюсь, будет опубликована в материалах нашей конференции. И я бы не хотел перед вами зачитывать весь доклад, который вы сможете прочитать, но я хотел бы обратить внимание на несколько основных терминов, которые будут озвучены, и устно несколько дать пояснений по этим ключевым словам. Ключевыми словами являются такие, значит, понятия, как эпический певец, живая эпическая традиция, эпическая среда и эпическое знание. Почему эти слова являются ключевыми для данной статьи? Дело в том, что эпос «Манас» – это на данный период практически единственное эпическое сказание, которое отличается не только своей масштабностью, значительным размером. Известно, что варианты эпоса, записанные со слов таких сказителей, как Саякпай Харалаев и Сарымбай Оразбаков, в отдельных их
таких вот записанных элементах составляет более 600 тысяч строк со слов Сарбая Каралаева и еще более со слов Сарбая Орозбакова, что подтверждает, ну, как бы только масштабность сюжета этого эпического сказания. Но на самом деле важнее не размер этого сказания, а важнее, как же сохраняли на протяжении тысячелетий, ну, можно говорить и о тысячелетии сюжета эпоса Манас, вот, который, в принципе, находится в пределах, ну, скажем так, самой истории кыргызского этноса точно так же. И история, которая включает в себя такие периоды, когда создавалась так называемое кыргызское великодержавие в период противоборства с уйгурским каганатом, свержение этого каганата, достижение соответствующего превосходства, которое было обозначено историками как эпоха кыргызского великодержавия. И все эти моменты позволяют говорить о том, что есть историческая основа, но важно не столько подтвердить эту историческую основу или найти сходство сюжетов самих эпосов, сколько понять, каким образом сохраняется на протяжении веков в культуре народа огромный пласт, можно сказать, такого значительного содержания, не только, ну, скажем, художественного значения, но и философского значения. И в этой концепции очень важную роль играет именно фигура эпического певца. Что собой представляет эпический певец? Только ли человек, который запомнил огромные отрезки и части эпических сказаний и способен их воспроизвести перед определенной аудиторией, или это не только носитель там огромной памяти в единственном лице, а именно человек, который выполняет функцию трансляции эпической памяти народа на таком вот материале, как культурная общая традиция словесного искусства повествовательного, которая, ну, можно сказать, играла большую роль в сохранении. И мы сегодня с вами видели певцов, носителей фольклорной традиции, которые выступают в этих костюмах перед нашими современными зрителями и которые внушают нам и передают соответствующие вот такие вот, можно сказать, духовные результаты развития этноса, его высшие достижения. Точно так же исказитель, в принципе, является не просто певцом, артистом, выступающим перед аудиторией, но и выразителем соответствующей культуры этноса. И эта культура этноса для исследователей представляется вот относительно вот героического эпоса как, ну, скажем так, часть мировосприятия самого народа. И певец сам, эпический певец, он не представляет особой ценности без эпической среды, в которой он формировался и в которой он живет, выступая перед окружающей его аудиторией. Те наблюдения, которые сделали Радлов и Чокан Валиханов, говорят о том, что певец обладает какой-то удивительной особенностью воспроизводить перед аудиторией с любого момента по заказу аудиторию отрывок из этой огромной эпической поэмы, при этом делает это легко. Каким образом? Дело в том, что и аудитория сама является носителем этой эпической памяти, и пока существует интерес аудитории к этой памяти, и пока сказитель как бы демонстрирует это и проверяет на то, насколько он прав вот в некоторых сюжетных моментах и насколько он ошибается,
что в данном случае это взаимодействие между эпической средой и эпическим певцом имеет вот важный характер. Причем тут получается Гомер? А дело в том, что те ошибки, на которые указывали все предшествующие литературоведы европейские, которые подходили к расшифровке гомеровских поэм, подходили к нему как владеющему письменность, поэту или литератору, который не имеет права на что-то, что ограничивает его авторское право и так далее. Поэтому слишком большие требования, которые предъявлялись к гомеровским поэмам, и его обвинение в том, что он неправильно составил сюжет своих поэм, на самом деле говорят не о недостатках Гомера, а о том, что он живой эпический певец и имеет право трактовать соответствующие части великой поэмы так, как он сам видит и считает это очень важным для сюжета и идеи самих сказаний. В этом аспекте изучение живой эпической традиции, примеров эпических сказителей имеет в данном случае важную роль для того, чтобы понять, что такого рода подходы литературоведческие к устным произведениям это не совершенно нужный подход. Что касается эпической памяти, выясняется, что эпический певец, когда анализирует различные виды эпических сказаний, героических песен, помнит не конкретно сюжеты, детали самих героев и так далее. Он сохраняет в основном эпическую память в целом, блоками большими, и готов воспроизводить не выученные сюжеты, а воспроизводить, скажем так, модели отдельных больших крупных эпизодов. То есть он носитель определенного, можно сказать, художественного мировоззрения. И базируясь на этом общем мировосприятии, оценках, которые существуют в народной эпической памяти, он может без труда воспроизводить, не выучив, не имеется в виду так наизусть там выучив, а воспроизвести в нужной ситуации нужный кусок огромной эпической поэмы без особых сложностей. Таким образом, я думаю, что в данной статье я пытаюсь сказать, что нужно согласиться с концепцией российского культуролога, философа Лосева, который предложил такую формулировку, что Гомер есть эпический художник с эпохи разложения родового строя античной Греции, и к нему подходы, связанные с такого рода восприятием, как творец письменный, как писатель или автор единоличный поэм, не подходит такой подход. И поэтому нужно сопоставлять такие вещи в соответствующих условиях на более крупных типологических параллелях. Вот эта попытка сделана в этой статье, но в целом я думаю, что мы сегодня являемся свидетелями того, что эпическая память и живая эпическая поэзия, к сожалению, на данном этапе находится для многих народов нашего евразийского пространства либо в условиях рецессии или трансляции через записанные письменные, можно сказать так, произведения. И кыргызские сказители, Саякпай Каралаев, которого называли Гомером 21 века, он ушел из жизни в 1971 году. А Сагынбай Орозбаков, от которого записаны самые значительные части эпоса «Манас», он ушел из жизни в 1930 году. Это были
титаны, которые действительно были носителями эпической памяти. Сегодняшние выступающие со сцен Кыргызской филармонии перед гостями, сказители являются лишь, можно сказать так, носителями остатков этой эпической памяти без сохранившейся эпической среды. Спасибо за внимание. Канат Джалилович, спасибо большое за интересное выступление. Действительно, духовная культура, фольклор, поэзия, эпические сказания народов евразийского пространства были доступны в межкультурных и в межэтнических взаимосвязях древности. В ходе исторического развития так и возникли аналогии, параллели, сходства, изучение которых важно и актуально. Ну а мы продолжаем работу конференции. Слово предоставляется Лайле Сейсимбековне Ахметовой, профессору Казахского национального университета имени Аль-Фараби, город Алма-Ата. Тема доклада «Культурное взаимодействие народов СССР в период освоения целины в Казахстане». Первоначально я хотела бы передать приветственный адрес известного тюрколога и нашего председателя правления, ректора Казахского национального университета имени Аль-Фараби, профессора Туймибаева. Зачитаю только несколько строчек. Ну, во-первых, примите самые сердечные поздравления с Днем Чувашской Республики. Этот знаменательный день олицетворяет единство, силы духа и культурное богатство вашего края. Ваши усилия в области социальной политики и культурного наследия заслуживают глубокого уважения и признания. Желаю участникам форума плодотворной работы, интересных дискуссий и новых партнерств. Пусть результаты вашего взаимодействия принесут значимые позитивные изменения, способствуя укреплению мира, дружбы между славянскими и тюркскими народами. Хотелось бы отметить то, что здесь представительная казахская делегация, в том числе и Казахского национального университета. Почему мне доверили? Потому что в этом году нашему университету 90 лет, а я в нем 53 года. И я хотела бы подарить в библиотеку две мои книги. Да, они книги по истории XX века и о культурном взаимодействии славянского и тюркского народов в Советском Союзе. Ну, а теперь я выражаю огромную благодарность за приглашение участвовать в этой конференции. И я счастлива быть вместе с вами. Это мои здесь друзья, единомышленники, братья, сестры. По нашему великому прошлому, хорошему, замечательному сегодняшнему дню и не менее великому будущему. Я уверена, что мы будем многие годы и века вместе. Я также представляю НОЦ «Большой Алтай», потому что именно здесь мы я думаю, впервые стали изучать взаимодействие славяно-тюркского сотрудничества именно в масс-медиа. И, конечно, приходим к удивительным результатам. Итак, то, что моя тема такая, почему именно 20 век? Да, хорошо, мы изучаем глубокое прошлое наших народов, и я прекрасно понимаю, что мы должны углубленно изучать это. Но
Как-то за последние 30 лет, ну именно 21 века, мы постепенно отходим от того, что мало изучаем прошлый 20 век. Казалось бы, он рядом с нами, мы его знаем, но анализируем, изучаем в гораздо меньшей степени, но это только мой взгляд. Я хотела бы обратить внимание, если мы говорим с позиции сегодняшнего дня, да, то советский проект «Целина» это можно назвать славяно-тюркское взаимодействие середины прошлого столетия. Правда, тогда мы так не называли, мы не говорили. Тем не менее, он вот так называется и представляет сегодняшнюю действительность. Конечно, статья есть, и я буду только тезисами говорить. И, пожалуйста, второй слайд. Итак, вот в данном случае я хотела бы отметить следующее, что мы должны изучать советский опыт как источник идей для наращивания интеграционных усилий по социокультурным направлениям. Хотя вот они перечислены здесь, и хотя связи с общественностью появились в конце 90-х годов, как название, а слово «пропаганда» мы стараемся отходить от этого слова, но тем не менее вот эти вот все сферы деятельности, они были как в прошлом веке, так и в настоящем. Следующий слайд. Вот коммуникационное поле. Она делится на плюсы и минусы. Читать то, что есть, мы не будем, но я хотела бы отметить следующее, то, что информационные войны и информационные атаки, а потом уже войны, они имеют очень большое значение, но и с появлением новых технологий, понятное дело, интернет, гаджетов и прочее, приобрели невиданный размах, где молодое поколение, оно практически не понимает, где правда, где неправда, и, в общем-то, как жить с такой правдой. Причем, поскольку мы изучаем и у нас появляются новые учебники во всех странах с самыми разными пониманием истории XX века, это очень чревато. Когда-то я хотела и говорила, лет 10 назад предлагала и была уверена в том, что надо написать общий учебник по XX веку. Сейчас я пришла к мнению, что это невозможно написать, потому что пока мы самостийны, пока мы это не напишем то, что думали, не озвучим, наверное, к общему мы не придем. И, кстати, эта мысль звучала у предыдущих ораторов. Следующий слайд. Наша предыстория. Цензура, какая такая бы она ни была, я жила и в прошлом веке, и я знаю прошлую цензуру, и мы живем сейчас. Сейчас у нас больше самоцензура. И ты тоже 10 раз подумаешь, говорить об этом или нет. Но это тоже надо понимать. И еще хотелось бы отметить то, что почему у нас это происходит, да? Разделение на два лагеря, кто прав, кто виноват, и атаки и войны. Я думаю, что это происходит от того, что мы, живя в Советском Союзе, из хорошее перенимая и перенося в 21 век, да, мы забываем, что мы живем при капиталистическом обществе. И у нас очень так хорошо получается, когда надо, мы говорим коммерциализация и так далее, когда не надо, когда надо, мы говорим и обязываем. И в то же время давайте, ребята, вперед на субботник пойдем. И идем. Здесь я тоже, вы читаете, я не хочу читать, я просто как
рассказываю позиции. Так, следующий слайд. Предыстория – это у нас Великая Отечественная война. Если это для Казахстана, в том числе и, конечно, для всего Союза, депортации, ссылки, эвакуация. Правда, депортации начались в конце 30-х годов с корейцев, которые переселены были с Дальнего Востока, и так далее. Но все это сыграло большую роль в жизни Казахстана. Следующий новый виток творческого взаимодействия. Я почему говорю? Все народы оставляют свой культурный след, оставляют и будут оставлять живущие на территории Казахстана. В военные годы у нас работали известные на весь мир деятели искусства. Их было очень много, и не только в Алмате. Но в Алматы Мосфильм, Ленфильм был, и я тоже неоднократно предлагала, а давайте вот сейчас уже год, следующий юбилейный год войны, Великой Победы, а давайте Ленфильм и Мосфильм привезите те картины, которые создали в Алматы, и покажите, и подарите копии. И, соответственно, будет ответный визит Казахстана в Москву. Опять эпоха капитализма. Вопросы. Итак, следующий слайд у нас взаимное культурное обогащение. Это наши известные писатели, поэты, акыны XX века. И, понятное дело, здесь происходит стимулирование республиканских творческих и образовательных процессов. Проведение общереспубликанских айтысов, налаживание межэтнических связей. И, понятное дело, буквально на днях вышел фильм «Джамбул», который я еще не видела, но все-таки историю XX века пытаются наша интеллигенция каким-то образом показать новыми глазами. Следующий у нас слайд. Мы дошли до программы освоения целины. Плюсы и минусы целины. И надо не забывать то, что Сталин, называя орлом Шаяхметова, книгу о нем я подарила в библиотеку, это первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, а по-нашему сейчас президент страны, он обсуждал с Шаяхметовым о том, что Казахстан останется крупнейшей животноводческой державой. 40-е, 50-е годы, понятное дело, все-таки народу надо было дать все, что он не имел в годы войны. И, конечно, проект «Целина», он был и на это построен, но не хватало же и мяса, и других продуктов, произведенных животноводами. И, в принципе, это Шаяхметов усвоил, в Казахстане готовились программы, прочее. Но умер Сталин, мы знаем, что как у нас умирает руководитель, то новые веяния, новая модернизация происходит и так далее. И, безусловно, мы понимали о том, что хлеб важнее всего. Поэтому, конечно, приехало огромное количество именно славянской молодежи, в первую очередь, если говорить даже в процентном соотношении, гораздо больше, чем тюрков и других. И это повлияло, понятно, на демографическую политику, это повлияло на очень многие процессы, но надо не забывать, что они приехали в аулы, они не в города приехали. Они приехали в аулы поднимать целину. И очень много, в последнее время несколько уже публикаций от героев социалистического труда Веры Сидоровой, которая целину в Кустанае поднимала, и многое другое. Сейчас тоже поднимается и собирается информация. И следующий слайд. Естественно, строительство.
начало развиваться, опять-таки, в годы войны строительства фабрик и заводов было только, а сейчас уже, именно для социальной нужды школы, библиотеки, клубы. И здесь же как раз и происходит в начале 50-х годов тот переворот, то есть до войны избы-читальни были, учили, да, грамоте населения, а в это время уже в 60-е, вернее, в начале 50-х годов, это уже даже не 7 классов, а уже понимание 10 классов, то есть среднее полное образование. Войну мы победили солдатами и офицерами. Многие имели 2-4 класса образования. А здесь вот уже полноценное среднее образование и, понятное дело, высшее образование. И понятное дело, что население, вот в 1959 году население в Казахстане в среднем 30,1 осталось только казахов, а остальные все это приехавшие, с 30-х годов, те группы людей, о которых мы говорили. Но основной блок – это была все-таки целина молодое поколение Советского Союза. Следующий слайд. Вот новые авторы художественной литературы. Конечно, не всех назвала, и даже нашего героя Мамушулы я не показала. Но я хотела разность поколений показать. И это люди, это фронтовики, прошедшие войну, и это люди совершенно иной формации. Это не те, которые в 1941 году начинали войну. И, понятное дело, да, все они считали долгом и ездили от газет республиканских на Целину. Мой отец тоже писатель, инвалид войны. Он в 1954 году 3 месяца от молодежной ленинской газеты, побывал на Целине в качестве сопкора. И, естественно, они писали о Целине. Следующий слайд. Драматургия и театр. Но влияние Натальи Сац на наш ЧУС она и открывала театр юного зрителя. Она только как ее эвакуированной пригласили в Алмату, поскольку она только отбыла ссылку в местах не столь далеких, и она приехала, и ее берут. Вот видите, когда говорят тоже такие вещи, что там звания героев не давали репрессированным или вот отсидевшим и прочее, это далеко не так. Это сейчас вот именно вот эти манипулятивные действия происходят для того, чтобы одурачить, одурманить нашу молодежь и показывать, как было плохо в то время. Вот названы театры и названы выпускники московских вузов, то есть тоже в конце 40-х годов, значит, поехали, было специальное постановление, казахская молодежь и казахстанская молодежь обучалась в лучших московских, новосибирских, ленинградских вузах и так далее. И вот как следующий слайд, это 1958 год, декада, она как раз вот и показала о том, какие изменения произошли после войны в казахстанском обществе. И уже есть показать то, что вот сделала уже новая волна, новое поколение казахстанцев в области драматургии, театра, искусства, культуры и так далее. Следующий слайд. Вот наше кино.
Именно, конечно, благодаря тому, что Мосфильм, Ленфильм и часть даже и Киевского были в Алматы, происходило, конечно, взаимообучение, взаимообогащение. Ну, например, Галина Уланова, она обучала в училище, хореографическом училище, да, студентов. Теперь, и, понятное дело, эвакуированные тоже студенты, они обучались. У нас есть списки, которые прибыли вместе с вузами или самостоятельно поступали и обучались в наших казахстанских университетах. Вот оно кино. Кино, оно действительно, вот именно 50-е, 60-е, 70-е годы, наверное, расцвет получило в Казахстане. И именно казахское кино, казахская волна. И, как-то сейчас, хотя отдельные призы есть, все-таки, я думаю, еще не достигло вот того, какое оно было тогда. И вот следующий слайд наглядно показывает. Вот посмотрите, количество зрителей. Но здесь берется 1 год. Да? Вот. Поднятая целина 60-го года, да, 30 с лишним миллионов человек. А «Аватар» в российском кинопрокате 13,9. Да? То есть какие цифры были. И я понимаю, что там не было новых технологий и интернета. Но зритель в кинотеатры ходил. Фильмы смотрели миллионами зрителей. Вот, и здесь же приводятся все киносеансы РК за 2019 год, да, и Иван Бровкин фильмы. Можно сравнить. И время-то за 70 лет прошло. Следующий слайд. Вот подведение итогов. Декады. Культурно-просветительская работа, культурная интеграция, воспитательная работа среди молодежи по патриотическому направлению, систематический обмен опытом. Таким образом, я хотела бы отметить, что Казахстан в тот период – это уникальная республика, уникальна не потому, что она лучшая из всех 15, она уникальна по созданию образа советского человека, именно благодаря целине, именно благодаря и репрессированным, и бывшим заключенным, которые оставались здесь, и тех, которые приехали, депортированным народом. Это был как раз конгломерат такой, всеобщий, сильный. И поэтому это не возвеличивание, это сложившееся общество и история 20 века, которое 70 лет целине мы почему-то так не изучаем, как бы изучали тогда. Это надо понимать, изучать, исследовать, анализировать. И все это надо нам передавать своим детям и внукам. И я думаю, что именно изучение 20 века – это тоже как скрепа нашего общего будущего. Спасибо. Уважаемые коллеги, Лайла Сейсембековна является автором более 1000 публикаций, научных и публицистических. Она автор более 100 книг, немалое количество которых посвящено общей истории стран Республик Советского Союза. Уважаемая Лайла Сейсембековна, мы благодарим вас за успешное выступление и выражаем солидарность с вами, что большой потенциал единства и согласия разных народов основан на уникальности и взаимопроникновении культур. Спасибо. Слово предоставляется Анисе Рифовне Бекбулатовой, профессору Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласыгына, город Бишкек.
Тема доклада – полевые этнографические исследования в рамках проекта научно-образовательного центра «Большой Алтай». Спасибо. Уважаемые участники сегодняшнего научного мероприятия, разрешите от себя лично, от имени нашей делегации кыргызской, поблагодарить участников сегодняшнего форума за столь хороший уровень мероприятия и за поддержку научного мероприятия, потому что я сама знаю, каково это проводить подобные мероприятия, если нет поддержки со стороны руководства страны, со стороны министерства. Вот в этом отношении я хочу еще раз поблагодарить главу Республики Чувашия, министра образования Республики Чувашия за поддержку такого научного мероприятия. И второе, как уже здесь было сказано, я тоже являюсь сотрудником большого проекта «Большой Алтай». Этот проект работает уже несколько лет. Инициаторами данного проекта является Алтайский государственный университет. И я что хочу отметить, что уже в основу создания данного проекта была заложена идея единства славяно-тюркского мира. И, как вы все знаете, особенно в последний период очень резко изменился мир, меняются концепции, меняются наши научные концепции. И несмотря вот именно проект «Большой Алтай» в этом смысле он опередил события, которые происходят сегодня. И вот эта концепция создания единства славяно-тюркского мира, она была заложена уже задолго до вот этих вот последних событий. И наши действия, которые происходят в рамках данного проекта, они являются наглядным пособием реализации в жизнь идей данного проекта. Мой доклад – это полевые этнографические исследования в рамках проекта НОЦ «Большой Алтай». Мы проводим с 2021 года международные этнографические экспедиции «Большой Алтай. Россия. Кыргызстан». Целью данного проекта с помощью участников из Кыргызской республики является изучение параллелей алтайско-кыргызских этногенетических и этнокультурных связей. Почему возникла необходимость исследования именно постановки данной задачи? Я думаю, что в зале сидят не только историки, но и представители других сфер, поэтому разрешите мне немного пояснить. Ведь территория современной России, она является не только центром славянской культуры, но и центром вообще прародиной тюркских народов, в том числе и кыргызов, по одной из научных гипотез, научных направлений, изучающих этногенез кыргызского народа. Данную теорию, что кыргызский народ мигрировал на территорию Тянь-Шаня с верховья Енисея, а вернее из Минусинской котловины, из территории современного Алтая. Впервые эта идея была озвучена Фридрихом Миллером и Александром Натановичем Бернштамом. Они выдвигали идею, что кыргызы переселились на Тянь-Шань не одновременно, а поэтапно в течение 1400 лет. И на сегодняшний день среди кыргызских ученых, историков имеются
те ученые, которые поддерживают данную гипотезу и проводят свои исследования в знак доказательства данной теории. И наша экспедиция, наши все научные действия, они как раз-таки направлены на то, чтобы выявить, действительно ли данная научная гипотеза является как бы жизнеспособной. В связи с этим нами была создан состав экспедиции в 1921 году. Научным консультантом данной экспедиции является директор Института истории, археологии и этнологии имени Джамгирчинова Академии наук Кыргызской Республики Асанканов Аблабек Асанканович. Я полностью не буду зачитывать, по какому принципу мы создавали состав экспедиции, то есть хотели привлечь профессиональных этнографов, занимающихся разными, и охватить все сферы жизни. Если вы обратили внимание, вот, например, в составе есть этнографы, изучающие традиционную пищу кыргызов, войлочные изделия, хозяйство, то есть скотоводство, верование, предметы быта, традиционную одежду, этноботаника, народное лечение и так далее. И для того, чтобы объединить их в одну группу, нам пришлось привлекать из 11 научных и научно-просветительских учреждений. Это музеи, сотрудники музеев, сотрудники высших учебных заведений и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. И вот первая экспедиция, которая состоялась на территории Кыргызстана, она называлась «От Алтая до Атбаши». Либо мы еще другое название, это Исыкульская экспедиция, называли в определенный момент. Она стартовала, мы собрались в Бишкеке, стартовала она в Чолпанате, на берегу озера Исыкуль. И по высокогорным долинам мы добрались до Атбаши. Изучали культуру кыргызского народа, искали, как я уже сказала, параллели с алтайцами. В 2022 году, следующий, наша экспедиция при поддержке Ошского государственного университета, она переместилась на южные регионы нашей республики, это уже от Алтая до Чоң-Алая. Почему мы выбрали именно эти населенные пункты? Это, во-первых, отдаленность от города, это высокогорье, где более консервативно сохранились этнические признаки. Следующий слайд. В 2023 году наша экспедиция называлась «От Алтая до Чаткала». Это уже другая местность, Чаткальский. Это долина, тоже высокогорная. От столицы нашей республики нам пришлось лететь в город Ош, и оттуда 12 часов добираться до этих населенных пунктов. Опять-таки мы получили очень хорошие научные результаты. Параллельно с этим, следующий, пожалуйста, параллельно с этими экспедициями в 2022 году была организована экспедиция в Республику Горный Алтай. Здесь присоединились к нам этнографы из Горно-Алтайского государственного университета и из музея Горно-Алтайска имени Анохина. И наша экспедиция, она прошлась по 3 районам. Это Шибалинский район, Устканский район и Онгудайский район. В этом году планируется продолжение данной экспедиции, которая пройдет уже в южных районах Горно-Алтайска. Это Кошагачский, Улаганский и Усть-Кокский районы. В составе именно Алтайской экспедиции были
вот следующие участники. В основном это сотрудники Института истории, археологии и этнологии Академии наук, Кыргызского национального университета, Кыргызского государственного педагогического университета и сотрудники музея. Каким выводом пришли в результате наших исследований? Как я уже сказала, в составе нашей экспедиции были специалисты-этнологи, изучающие родоплеменную структуру. И нам удалось выявить сходство в 30–40% родоплеменной структуры между кыргызами и алтайцами. Об этом писали и ранее, но вот наши полевые исследования, они еще раз подтвердили. Сходство именно в хозяйстве. Далее сходство язык. Язык. Тюркская группа – это алтайской языковой семьи. Об этом, в принципе, все знают. Но мы проводили параллели в названии предметов, уже более конкретные такие исследования. Инструменты, например, по обработке кожи. Мы составляли глоссарии. Мы составляли словарь. Архаичные формы игр были нами выявлены. Например, чатраш – это наподобие шахмат, которое упоминается у кыргызов, но кыргызы по сей день они не помнят, что такое чатраш, а только упоминается. А вот именно само существование чатраша, даже создание Федерации чатраш в Горно-Алтайске, это нас, конечно, удивило. И верование, традиционное верование алтайцев и кыргызов, которые тоже подвергаются в последнее время большой трансформации. Какие же факторы повлияли? Следующие факторы повлияли на появление вот этих вот различий в двух культурах. Прежде всего, это длительный временной разрыв этих двух этносов друг от друга, влияние новой географической среды, которая отличается, конечно, у нас в Кыргызстане, влияние нового этнического окружения других народов, оседлых в том числе, и, конечно, среди кыргызов, в отличие от алтайцев, чувствуется процесс исламизации и арабизации культуры, который тоже можно увидеть повсеместно. И далее я хотела бы, можно остальные просто вот пролистать. Это вот некоторые только фотографии, чтобы вы могли представить из наших экспедиционных материалов. Следующее. И в завершении мне хотелось бы поблагодарить Алтайский государственный университет за финансовую поддержку наших экспедиций и сказать, что вот эти вот все экспедиции, которые мы проводим на территории Кыргызстана, они являются, как я уже сказала, международными совместными кыргызско-российскими экспедициями. Подобные мероприятия на территории Кыргызстана, они не проводились. Это является таким большим научным резонансом для нашей этнографической науки. Да, были комплексные археолого-этнографические экспедиции в 1952 и 1957 годах, и с тех пор возобновление и уже в новом формате данных мероприятий, мы думаем, дадут свои плоды, и уже на сегодняшний день имеются результаты, более 20 научных статей, и сейчас подготовлена научная монография, отражающая культурные и этногенетические параллели, связи между алтайцами и кыргызами. Спасибо большое за внимание. Благодарим
уважаемую Анису Рифовну и представителей Большого Алтая за их неимоверно большой труд по исследованию тюркской цивилизации. У нас остается еще один завершающий доклад, но перед этим я, будучи представителем Чувашского госуниверситета, не могу не отметить, что наш университет тоже вносит определенный вклад в укрепление славяно-тюркского мира. За последние годы наш университет реализовал ряд масштабных проектов по поддержке русского языка за рубежом, в постсоветском пространстве, в странах СНГ. В частности, в Казахстане мы на базе Павлодарского государственного университета провели большой международный научно-методический семинар для учителей русского языка и литературы всего Казахстана. В Туркменистане, в Кыргызстане, в Таджикистане и в Узбекистане провели большую олимпиаду грамотей по русскому языку, где приняло участие более 1000 школьников из этих стран. А в прошлом году и в позапрошлом мы выезжали в Таджикистан, а также в Самаркандский госуниверситет в Узбекистан, провели там фестиваль русского языка и культуры. В рамках этих мероприятий приняло более 1000 школьников, педагогов, студентов из стран СНГ. Спасибо. Уважаемые коллеги, вашему вниманию завершающий доклад. Слово предоставляется Лилии Варисовне Сагитовой, ведущему научному сотруднику Института истории имени Шигабуддина Марджани, Академии наук Республики Татарстан, город Казань. Тема доклада «Славяно-тюркский мир как ядро цивилизационной парадигмы российской государственности. История и современность». Спасибо. Уважаемые участники и организаторы конференции, я хотела поблагодарить за внимание к ученым Республики Татарстан, то, что нас пригласили и от имени Академии наук Республики Татарстан. Действительно, у нас на Чувашской земле высадился целый десант, и участников очень много. И от Республики Татарстан, от Академии наук. И действительно для нас очень важно услышать то, о чем уже сказали на пленарном заседании и будут говорить в рамках этой конференции, потому что это действительно очень важный обмен опытом, знаниями, результатами исследований. И еще раз большое спасибо за приглашение поучаствовать в этой конференции. Ну и, собственно говоря, в своем выступлении мне хотелось бы рассмотреть феномен славяно-тюркского мира в рамках цивилизационной парадигмы российской государственности, которая получила воплощение в евразийстве. Пожалуйста, следующий слайд. На этом слайде представлено краткое тематическое резюме моего доклада из 3 блоков. От освещения ракурсов актуализации дискурса евразийства к раскрытию смыслов, которые развивались в этом дискурсе с его зарождения. И 3-й блок – попытка обозначить вопросы и проблемные зоны имплементации идей евразийства с позиции славяно-тюркского мира в качестве ядра идентификационной рамки государственной идеологии и общегражданской идентичности. И здесь представляется интересным рассмотреть потенциал методологических инструментов для исследования социальных и политических процессов в современной России в названном ключе. Следующий слайд. Геополитические реалии современного мира подвели к тому, что значимость и ценность государственного суверенитета стала доминантной повесткой государственной политики идентичности России. Внешние вызовы геополитического давления стимулируют социальный запрос на стабильность, которая не способна утвердиться без релевантной идентификационной рамки как самой страны в качестве политического субъекта, так и ее гражданского сообщества. Таким образом, формирование и поддержание ориентиров коллективной идентичности предстают в качестве одной из важнейших целей политики современной России. Надо сказать, что срединное положение России между Западом и Востоком предопределило пульсацию их влияния на осознание страны в качестве специфического
геополитического пространства, которое испытывает влияние обоих полюсов. Отход от прозападного вектора развития страны стимулирует поиск своей идентичности в антитезе, который получил выражение в евразийстве. И этот разворот от глобализационной унификации к самобытности собственной страны и цивилизации часто звучит в публичных выступлениях главы нашего государства. Но есть и внешнеполитический тренд евразийства. Так современные евразийцы, или неоевразийцы их называют, видят в новой концепции внешней политики России по выстраиванию дружественных отношений со странами БРИКС, воплощение их идей. В частности, Александр Дугин в Евразийской платформе утверждает, что тезис о стратегическом треугольнике Москва-Дели и Пекин, озвученный когда-то Евгением Примаковым и нынче озвучивается Путиным о многополярном мире, есть не что иное, как прямое выражение евразийской идеи на стратегическом уровне. Как видим, обозначенный Дугиным треугольник объединяет Россию, Индию и Китай. Следующий слайд, пожалуйста. Когда же речь заходит о России как цивилизации, то ее матрицей мыслится славяно-тюркский мир, получивший свое осмысление в работах евразийцев. Само понятие славяно-тюркский мир объединяет два разных мира со своей культурой, языками, мировоззрениями и традиционными жизненными укладами. Но знаменатель у них один – это общая территория, сменяющиеся на ней государственные системы и общая историческая судьба. Представляется, что осмысление вот этих различий с общим знаменателем имеет перспективы в рамках концепта разделенных обществ. Известный отечественный политолог Семененко отмечает, что социальные, культурные, политические разделения присущи любому современному обществу. И в этом смысле всякое национально-государственное сообщество можно считать разделенным. В ее дефиниции разделенное общество – это социум с постоянно меняющейся подвижной структурой общественных отношений и острой конкуренцией идентичностей, связанных со сферой культуры, ценностей и идей. Следующий, пожалуйста, слайд. Давайте рассмотрим, в чем же состоит основание интеграции этих двух различающихся миров. И начнем с интеллектуального наследия евразийцев, их ярких представителей Николай Трубецкой и идеолог пантюркизма Исмаил Гаспринский. Так Трубецкой отмечал единое ландшафтно-климатическое пространство, степь, степную цивилизацию как евразийский культурный тип, производный от империи Чингисхана, историческую общность славянских и туранских народов, имеющих близкую культуру, мировоззрение и этнопсихологический тип, туранизацию византийской традиции, проникновение туранской психики в русскую трактовку православия и, конечно, человеческий капитал, инкорпорацию татарской знати в русскую аристократию. Следующий слайд. Если говорить о спектре оценок в русле идентификационной колеи Запад-Восток среди русских интеллектуалов, следует отметить, что восприятие Запада и туранского элемента полярно разнились. В этом аспекте сходились противоборствующие западники и славянофилы. И те, и другие негативно оценивали влияние азиатчины, которое мешало развиваться и модернизироваться России, превращая ее в отсталую мировую периферию. Представители евразийского направления, напротив, органично объединяя славян и тюрков, подчеркивали негативное влияние Европы и западных ценностей на народы России. Так Николай Трубецкой видел в петровской политике европеизации установление романо-германского ига и формирование комплекса неполноценности русского человека. Его цитата: «Приобщение к западной культуре приводит к негативной переоценке своей культуры, появлению комплекса неполноценности, преклонению перед Западом». И делал вывод о том, что это препятствует национальному единению и развитию государства и общества. Тюркский же дискурс формировался, исходя из фокуса оценки колониальной политики Европы по отношению к народам Востока. Сравнение сосуществования тюрок-мусульман с русскими в России и европейцами у Исмаила Гаспринского подчеркивает высокий порог социального неравенства в культуре последних. Так он отмечал, еще переведу одну цитату: «Мусульманин и русский могут еще вместе или рядом пахать, сеять, растить скот, промышлять и торговать. Их умение не слишком разнится. Но рядом с европейцем мусульманин должен обнищать и стать батраком, как оно и есть.
Действуя то против России, то против мусульман, европейцы в том и в другом случае извлекают выгоду и идут вперед. Если же посмотреть, с какой бессердечностью Европа угнетает весь Восток экономически, делаясь зверем каждый раз, когда дело коснется Пенса, Сантима или Пфеннинга, то становится очевидным, что Востоку нечего ждать добра от Запада. Следующий слайд. Говоря о возрождении в наши дни, неоевразийстве, следует упомянуть ряд авторов, он перед вами на слайде. И на рубеже 2000-х годов в отечественном обществоведении оформляются два направления. Национально-религиозное с упором на русскую идею и русское начало, и модернизированный инвариант классической русской идеи современное евразийство. При этом обе эти позиции, национально-религиозное и евразийство, вкупе с критическим отношением ко многим ценностям Запада, признаются сегодня наиболее перспективными путями будущего развития России как философами, так и политологами. И здесь важно отметить акцентирование и функциональную нагруженность национально-религиозного вектора, который, по мнению представителей нового консерватизма, должен быть православным, русским и государственным и претендует на то, чтобы быть главной линией современной российской политики. Но надо сказать, что современная, вернее, мне хотелось обратить на коллизию, которая вот связана с возрождением неоевразийства. Да? Как мы увидели, и на что хотелось бы обратить внимание, что используемое понятие евразийская цивилизация, часто звучащее в дискурсе власти и публичных выступлениях главы государства и других политических деятелей, несет в себе смысл, согласующийся с доктринальными документами Российской Федерации. Это и Конституция, это и стратегия национальной государственной политики. И следует отметить, что глава государства в своих значимых выступлениях постоянно подчеркивает роль множества культур и их историческую привязку к территории государства. Так, в своем выступлении на заседании Валдайского клуба в 2023 году, в прошлом году, он обозначил идеологический вектор, цитата: «Россия на протяжении столетий формировалась как страна разных культур, религий, национальностей. Российскую цивилизацию невозможно свести к одному общему знаменателю, но ее нельзя и разделить, потому что она существует только в своей целостности, в духовном и культурном богатстве». Следующий слайд. Представляется, что формирование единства народов России как наследников славяно-тюркского мира в контексте обозначенной рамки не может успешно реализовываться без глубокого изучения и исследования всего спектра различий и этнических культур, языков, религий, сложившихся образов, представлений друг о друге, стереотипов и так далее. Без этих актуальных исследований будет довольно сложно реализовать идеи и цели национальной политики и, соответственно, интересы и потребности народов страны, которые ясно обозначены в стратегии национальной государственной политики. Пожалуйста, следующий слайд. Если же говорить о социальной сфере и сфере политики, то здесь перспективным в контексте преодоления размежеваний представляется достижение баланса между общегражданской, региональной, этнокультурной и этноконфессиональной идентичностями граждан Российской Федерации, и это возможно через укрепление горизонтальных связей между жителями регионов страны и межпоколенческая трансмиссия традиционных ценностей и норм в рамках первичной и вторичной социализации. Речь идет о семье, да, и о системе образования. Очень важным представляется целенаправленное формирование политики памяти в выдержанном интегративном ключе с нацеленностью на патриотические ценности. Кроме того, и это сейчас уже достаточно отчетливо обсуждается в научных кругах, то, что необходимо формирование диалоговой культуры мышления. Ну и совершенствование языковой политики – это наша как бы давняя такая цель с большой историей. И что хотелось бы сказать в заключение, то, что, безусловно, отдельным аспектом следует выделить политику адаптации и интеграции в отношении выходцев из Центральной и Средней Азии, которые получили российское гражданство. И, собственно говоря, это представители тюркского мира и наши бывшие соотечественники, как их называют, другие свои. Да? Вот. И действительно, мы с ними взаимодействуем, но ситуация сложная. Мы видим, что миграционная
политика и сама ситуация переосмысливается. Поэтому здесь, конечно, очень важны вот такие форумы, совместные обсуждения и дальнейшие исследования вот в этих направлениях, о которых я сказала. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, Лилия Борисовна. Действительно, тема славяно-тюркского взаимодействия уже многие тысячелетия не теряет своей актуальности. Многовековые традиции славянского и тюркского взаимодействия свидетельствуют о том, что и в настоящее время между славянами и тюрками существует много оснований для развития интеграционных процессов, которые станут фундаментом политической стабильности и экономического развития. Завершая наше пленарное заседание, разрешите предоставить слово ректору Чувашского государственного института гуманитарных наук, доктору филологических наук Исаеву Юрию Николаевичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за такую плодотворную работу. Выражаю от имени организаторов всем, благодарю всех за активное участие. Среди нас есть и те, кто к нам пришел слушать, и есть те, кто транслирует итоги своей работы или транслировал итоги своей научной работы. Мы на этом завершаем пленарное заседание, время обеда. Я участников, те, кто с бейджиками, те, кто приехал к нам из других городов, и те, кто будет работать на секциях, прошу остаться здесь, или можно выйти в фойе и там вот группироваться, для того, чтобы мы вас могли накормить. Спасибо. Спасибо большое всем. Уважаемые коллеги, работа конференции будет продолжена в 14:00 на секционных заседаниях.